Ассаламу алайкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Так. Так. Остальные подтягиваются. Посмотрим, что интересного мы можем сегодня вам рассказать. Так. Если у вас есть вопросы, вы можете их уже задавать. Сейчас, пока я посмотрю. Так. 90. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, никто не хочет говорить правду про этот древний, этот мудрый, героический народ, да. Так.
Сейчас. Хауа, Мичуано, куда ты делся? Сейчас мы посмотрим. Хотел один момент. Меня спрашивали. Сейчас мы... Сто 122. Меня часто спрашивали про предание. Бяхмобил. Забыл отключить. Да. Алло. Ты хвалил, Так, давайте начнем. На горе Тумсой-Лам по дороге в Галанчож есть село, называемое Пешхвай. Пешха. Сказывают, недалеко от того села Сеска Солса мечом ударил каменную скалу. Выше дома возвышается этот камень. Вокруг больше ни одного подобного ему камня и бута. Чхар нет, за исключением жесткой травы. Чтобы испытать меч, Сеска Солса ударил посередине и надвое разделил этот камень. Рассказывают о нем. Недалеко от него еще одно место есть. Там есть дыра размером сахарную головку, как лунка. Эта яма образовалась там, где Сеска Солса конь копытом ударил. Сказывают, что в эту дыру не попала нога человека или скотины, ее засыпали землей. В Шатойском Шуйта, районе близ селения Зонх, есть одна лощина. Много столетий назад там был родник, говорят, протекающий через эту лощину. В 30 шагах над дорогой есть пещера такого размера, где мог бы спрятаться человек. В той пещере жили 3 девы, говорят. Ныне она называется «Место, где жили 3 девы». Привязав к своим косам кувшин, 3 девы доставали воду из родника, находившегося в 30 шагах вниз. Напротив горы, где, говорят, жили 3 девицы, к западу от нее, в сторону Варандоя, есть еще одна гора. Прознав о 3 девах с той горы,
на которой он жил на своем коне верхом. Говорят, перескакивал с Эскосолса на гору, где жили те девы, следы которого оставили копыта коня с Эскосолса, и поныне есть там, так рассказывает. Так и не дал им житья Сескосолса, испугавшись, с той горы бежали 3 девы жить на гору Казбек, Башлам. Предание о Сескосолса, это, чтобы вы были понятны, само собой, это мы рассказываем мифы и предания чеченского народа, рассказываем о нем. Надеюсь, что многие поймут, что речь не идет о конкретной. Это вот предания, рассказы, мифы, которые есть у нас. Проклятие, постигшее князя. Элах Балансардам. В горно-акинском обществе Лам-Акке жил князь Джени. Взяв свидетеля, предводителя общества, застолбив Зае Такуаш, протянул цепь. Занял он очень много земли. Как-то на той земле поставить башню привел он мастеров. Закончив класть башню, мастер остановился на макушке. Назвать подарок, полагающихся ему сверх назначенной платой. Быстро спускайся вниз, вместо подарка и платы твоя жизнь тебе, сказал из села выгнав Дженни мастера, то есть мастер, который построил башенный комплекс. Да прервет Боже твой род, сказав, проклял князя мастер, покидая село. После этого года и не прошло, и семья, и братья, и сестры умерли. Больше потомства не имея, один остался Дженни. Это рассказал полевой материал. Опять же, записал в Серноводске Сережди Умаров со слов Чергизов и Исмаила в 1969 году. Еще один миф из Казани. Говорят, когда пришли полчища хромого Тимура, предки чеченцев оказали ему очень упорное сопротивление. Почти вся мужская часть населения была истреблена. Тимур был восхищен доблестью чеченцев. Говорят, он приказал привести пленных после очередного сражения, но привели только старика, который и оружие не мог держать в руках. Он был певец-сказатель Илланча. Тимур, отвечая мужеству чеченцев, подарил ему саблю, и она хранилась в Национальном краеведческом музее города Грозного, откуда была похищена после выселения нахчийцев в 1944 году. Вот такое вот предание, как говорится. Вот. Чермоевец Тата, Чармонь Тата, погиб 10 октября 1840 года во время сражения между селом Автурей-Ойтар и хутором Сади-Котар. В тот момент, когда он ударил мечом офицера, тот успел выстрелить в него. На второй день в Автурах на похоронах Таты присутствовали наибы имама Шамиля Ахмад Автуринский, Дуду Исмаилов, Галаб Гехтинский и Абрек Геха, Кумык Идрис и многие другие известные люди того времени. Они объявили, что Тата погиб в Газавате, и прочитали соответствующую молитву, а на кладбище поставили надмогильный шест. До выселения чеченцев шест стоял. Когда чеченцы в 1957 году вернулись домой, ни шеста, ни чурта на кладбище не было. Записал Гапураев Хасан в 1965 году. Вот. Сила горцев. Около 100 лет назад в горы в гости пошел с равнины человек. В горах провел некоторое время и домой вернулся он.
Люди слышали о горах всякие небылицы, удивлялись тому, что он туда пошел. Поэтому его расспрашивать начали они. Расскажи, мол, как было в горах. Так ли там необычно, как мы слышали? Были ли там дикие дебри, места, где волки воют, узкие тропы, где и пеший с трудом пройдет? Было, как и мы слышали, сказал этот человек. Но удивительнее всего этого мне показалось другое. Тамошние люди, дав по имени каждой траве почти всю ее едят. А раньше в горах жившие люди, многие ели разные травы. Татыш, крапиву, нич, черемшу, ханг, калхад, цавриг, тохург, часбанаш, лопух, нахташ. Они ели их не потому, что еды было меньше, чем сейчас, а потому, что знали их силу. Записал Джамбеков в Шааране со слов Вагаева. Очень важно знать лечебные свойства всех этих трав, которые некогда ели наши предки, которые проживали в горах. Близ села, именуемого Ялхара, на высокой горе стоял один аул, Пха, именуемый Велах. Вокруг аула такие маленькие, что едва собака на задние лапы могла сесть. Пашни были. Жалк егерха кеги кашдар. Где вилхоевцы ячмень или овес сеяли. Эти пашни примыкали к краю обрыва высотой версту. Одним днем в полдень сельчанин, работая на барану своего 3-летнего сына, посадив барановал. В барану впряжены были 2 очень плохо обученных вола. Неожиданно, испугавшись чего-то, 2 вола к обрыву бросились. С бараны паренек, съезжавшись, спрыгнул. Вслед волам отец воскликнул: «Айт-вайт!» побежал. Барану, прихватив тот высокий обрыв, нырнули валы. «Астафируллах», сказал отец и повернулся к сыну. «Сбегай, сын, приведи тех 2 волов. До вечера успеешь вернуть». Барана же точно разбилась. Честно сказать, некоторые предания, которые записывали даже со слов, немножко удивляют. Тем самым, как простыми оборотами речи фиксировали все эти мифы и сказания. Но, как видите, все имеет свою цену и значение. Вот. И все это часть нашей истории. Так. Так. 468. Чеченские башни. В отличие от культурной архитектуры, башенная культура нахчийцев в этот период очень бурно развивается. Совершенная строительная
совершенствуется строительная техника, жилые и боевые башни получают классические завершенные формы, возникают башенные комплексы. Расцвет башенного строительства в Чечне приходится на 15-17 века. В Ингушетии на 17-19 века. На этом фоне деградация архитектурных форм культурных сооружений кажется очень странной. Бойницы для оружия Тюпан-Ургш появляются в боевых башнях не ранее 16 века. Они довольно большие, но по сравнению с смотровыми щелями имеют наклон вниз. Но при всем том ясно одно. Бойницы не могут быть единственным основанием для датировки времени строительства башни, так как в некоторых башнях смотровые отверстия позднее были расширены для стрельбы из ружей, но при этом сами башни не перестраивались. Оборона поселений не сводилась только к войне в башнях, которые играли роль опорных и наблюдательных пунктов. Для ведения боя использовались и крыши жилых башен, и оборонительные стены, и рельеф местности. Если же в селении было несколько оборонительных башен, то они выстраивались так, что замыкали все пространства вокруг него, практически не оставляя мертвых, непростреливаемых зон. Замки и цитадели. В процессе эволюции строения, состоящиеся из боевой и жилой башен, перерастают в замки, обнесенные каменной стеной, и появлением в горной Чечне связано с социально-классовой дифференциацией общества. В работах многих авторов утверждается мысль о том, что различные фортификационные сооружения в горной Чечне были порождением родового строя, являлись собственностью рода или тейпа. Народные предания и исторические источники связывают строительство замков и крепостей с именами местных феодалов. Так, например, крепость в селении Казиной, согласно фольклорным материалам, была построена правителем Чеберлоя Алдамгези, присланным сюда из Нашхи Мехкелом. Сооружения, расположенные на горной скале, обнесены высокой стеной на протяжении почти 100 метров. Внутри крепости хранился фундамент боевой башни. Крепость Алдамгези, вероятно, построена в 15-16 веках, в эпоху массовой миграции чеченцев западных перенаселенных районов на восток. По преданиям, эта миграция не была стихийной. Ее порядок определял высший совет страны Мехкел. Владельцу, а не тейпу, принадлежали и замок, и селение Моцарой. Он построен на мысу, образованы при селениях рек Эрлой-Эхк и Никрой-Эхк. Замок состоит из примыкающих друг к другу 3 жилых и 1 боевой башен, защищен высокой каменной стеной. Похожий замок, состоящий из жилых и боевых башен, обнесенный каменной стеной, двором, существовал и в селении Барха, неподалеку от Моцароя. Он также, согласно фольклорным материалам, является собственностью одной семьи. Подобный замок с оборонительной стеной назывался по-чеченски Гап или Галан. Цитадель же обозначалась термином Гайл. Такие сооружения были практически во всех селениях горной Чечни. Строительство жилых и сторожевых башен, а также цитадели начинается еще в аланскую эпоху, особенно в 9-11 веках, а возведением замков и башенных комплексов приходится на 15 и 16 века. Тогда территорию Чечни покинули сначала монголо-татары, а затем отряды Тимура. Это было время социально-экономического возрождения Чечни после губительных для нахчийских народов набегов кочевников. Нашествие монголов в XIII веке привело к утрате могущественной Алании государства, основным этносом которого были нахчи, предки современных чеченцев. Жители равнин и предгорий вынуждены были уйти в горы.
Хотя некоторая часть нахчийцев продолжала оставаться в предгорных долинах, походы Тимура не только уничтожили остатки их государственности, но и подорвали основу древней нахчийской цивилизации. Именно походы Тимура привели к значительной перекройке карты Северного Кавказа. Нахчийские племена, населяющие западные и центральные районы Кавказа, были вытеснены из районов тысячелетнего проживания или окончательно ассимилированы ираноязычными и тюркоязычными племенами. Здесь речь идет о тех, кто остался на тех равнинных территориях. Ни Чечни, нету такого Галгайче, здесь вообще нету. Извини, я зачитываю, так что Галгайче не существовало здесь вообще. Следует заметить, что тюркизация западных нахчийцев Алан началась с X-XI веков. При появлении монголо-татар на Северном Кавказе среди Алан северо-западного Кавказа уже присутствовал определенный тюркский элемент. Окончательно иранизация нахчийцев Центрального Кавказа завершилась только в 15 веке. Особую роль в этом процессе сыграли ираноязычные гарнизоны Тимура, разместившись в ключевых горных ираноязычные гарнизоны Тимура, разместившиеся у ключевых горных проходов Центрального Кавказа. Древний нахчийский субстрат Центрального Кавказа сохранил и материальную культуру, и антропологический тип, но утратил свой язык. Подобные процессы не являются единичными и присущими только данному региону. Например, в римских провинциях, причем не только в ближайших к Италии, но и в таких отдаленных, как Дакия, местное население утратило свой язык под влиянием римских гарнизонов, начиная говорить на латинском. Но на заимствованный язык метрополии накладывались особенности местных наречий, что привело впоследствии к образованию новых так называемых романских языков. Поэтому можно говорить об определенном единстве материальной культуры нахчийцев и осетин, которая существовала вплоть до 14-15 веков. Я хочу, чтобы было понятно, нахчийцев имеется в виду здесь и чеченцы, и ингуши вместе, сразу, чтобы было понятно. Существовала вплоть до 14-15 веков, то есть до времени полной ассимиляции нахчийского субстракта ираноязычными элементами. И это единство получило конкретное проявление именно в древних архитектурных формах. Так называемая вайнахская башенная культура окончательно формируется в 14-15 веках, создавая свои специфические архитектурные формы, которые уже встречаются в других регионах Кавказа. После нашествия Тимура оставшиеся в живых непокорные нахчийцы ушли в горы. Территория их расселения ограничивается с востока Андийским хребтом, на западе течением Терека, на юге главным Кавказским хребтом, на севере полосой Черных гор. На этой территории формируется новая этнокультурная языковая общность, которая уже в наше время получила название Нахчийской, Вайнахской, и на ее базе окончательно складывается единая материальная культура. В частности, один из ее видов башенная и склеповая архитектура. Еще во времена нашествия монголо-татар и Тимура начинается миграция отдельных нахчийских племен уже внутри этой территории. Она направлена на восток в сторону Ичкерии и Чеберлоя, и на запад в ущелье Арамхи, и на юг в Грузию. Активный период этой миграции завершается в конце 15-го, начало 16 века. Именно тогда складываются новые территориальные общности в горах Чечни и Ингушетии. И по всей видимости начинается экономический подъем, который приводит к резкому социальному расслоению чеченского нахчийского общества. К тому же, согласно семейным хроникам, так называемых тепторам, некоторые аланские феодалы, спасаясь от отрядов Тимура, скрывались в горных ущельях
со своими дружинами, захватив свои богатства. Здесь они сталкивались с родственным по происхождению языку населением, проживающим в этих ущельях. Издавна, конечно же, эти столкновения заканчивались по-разному. Несомненно, в этот период в Горной Чечне обновляется феодальное общество, и мощные замковые комплексы цитадели в горах материально тому подтверждение. Ну, вот зачем, почему это я зачитывал? О замковых комплексах, что в основном они фиксируются, и строительство их замковых комплексов, то, что было еще во времена как раз-таки активное строительство башенных комплексов в Горной Чечне, Нохчичу, считается 14 век, 15 век, 16 век. Мы видели на каталоге конкретно датировки этих башенных комплексов, которые сохранились. Есть много документов, в которых еще, так сказать, которые рассказывают про со времен имама Шамиля, как он ненавидел башенные комплексы и приказывал их уничтожать. Документ данный тоже у нас есть, я его один раз уже публиковал. Я думаю, что обязательно еще раз его мы опубликуем. Вот. Так. Духвахак, нету языка короче, Белшот, у тебя явно проблемы, я не знаю, перевод с языка Галра. Язык один, диалектов много, поэтому переводы с аланского языка каждый приписывает себе, в том числе осетины говорят, что это их язык. Теперь ты говоришь, что это якобы ингушский язык. Но это всего лишь разговоры и не более. Я вчера вам еще обещал рассказать о новой теме. Сейчас, кстати, нординцы с востока очень активизировались, рассказывают о неком величии аварского ханства, что якобы они существовали, что все земли, они уже пишут там, это почти что 5-минутный ролик, все земли Центрального Кавказа якобы принадлежали им, а вайнахи, они уже включая ингушей и чеченцев, говорят, жили за Тереком, то есть по левую сторону Терека. Остальные земли якобы, говорят, принадлежат им. Ссылаясь, опять же, на сказки, опять же, обычно такие люди скидывают, ва алейкум ассалам, скидывают свои какие-то ссылки, что якобы ошиблись, что там не аух было, а авгар, то есть это говорилось о... это не ирония, Адухва Белшот, я говорю в данной ситуации об аварцах, о Сюле я говорю, ты опять перепутал. Поэтому каждая вылазка, сейчас я и скидывал, мне скинули эту информацию, активно начали опять работать наши соседи с востока, рассказывая о селении и Чечен-Аул, и о реках Аргуна, и рассказывая, зачитывая книги с Гольштейна, рассказывая об архитектуре. И самое интересное, мне понравилось, когда они говорят, вот чеченцы якобы сами сказали, там перечисляются
Муса Багаев перечисляется, Мамаев, якобы археологи и так далее. Там, но насколько я знаю, Мамаев не является представителем чеченского народа, если я не ошибаюсь, конечно, по информации, которая у меня есть. Он как раз-таки является дагестанцем по происхождению. Вот то, что пишет дагестанцы, и ссылаясь на Гольштейна, скидывают якобы, что ауховцы и лом-акинцы, находившиеся в Ауховском районе, они пришли, что они западная культура. Рассказывают ингушские предания, якобы, что чеберлоевцы это бывшие ингуши, которые переселились на восток, уже до чеберлоевцев добрались. Потом ссылается, опять же, ссылаясь на Гольштейна, что одинаковая архитектура и тому подобное. Очень странно видеть, конечно, хотелось бы ознакомиться с этой архитектурой, которая восточная, они говорят, что восточно-чеченская архитектура схожа якобы с... Не ты сказал, что Астины приписывают себя. Я вообще не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, Белшот. Скидывают на разные ссылки. Вот. Ну да, ага, посмотрим, постараемся по этому вопросу тоже зачитать. Скидывается на... говорят, что якобы Авар это один из великих представителей леков. Леков приписали полностью уже к себе, хотя мы знаем, что прямыми потомками леков являются лезгины, и тут об этом есть и сотни преданий. И многие, кто ссылается на эти байки, должен показывать. Но, вы знаете, эти ролики составлены именно таким образом, что, как говорят многие, названия скидывают, ни страницы, ни документа нету. Они скидывали еще житие, на Мравелле скидывали, говорили, что чуть ли не вся территория принадлежит Центрального Кавказа, принадлежала им, что леки это авары и так далее и тому подобное. Хотя, честно сказать, очень странно, до 15 века, насколько я знаю, такого названия там и не было. Но они, как всегда, этот человек скидывает на то, что были другие названия и так далее и тому подобное. Вот. Работа не прекращается, работа ведется, не останавливается, пока наши думают о величии там, своих проблем. И то, что хотел вчера рассказать, появилась информация такая. Меня спрашивают некоторые подписчики, начали спрашивать, что якобы Хаджи Мурат, герой Льва Николаевича Толстого, что якобы он был чеченцем. И что его голова, которая находится то ли в Шлиссербургской крепости, то ли где-то в Санкт-Петербурге, в музее, что за него должны ходатайствовать якобы чеченцы и так далее и тому подобное. Честно скажу вам, немножко непонятно и очень странно сегодня слышать, что Хаджи Мурат является представителем чеченцев. Они конкретно ссылаются и говорят, что якобы он представитель по тептору Чеберлоевского тейпа Рикхуай, что Хаджи Мурат является чеченцем. И конкретно называется Гар из Рикхоевского тейпа. Но я скажу так, о Рикхой Чеберлоевском тейпе я писал очень много. Но очень много, часто задавался вопрос, и подписчики у меня есть Рикхуай, и друзья. Я начал интересоваться, спрашивать, насколько это достоверна эта информация о том, что если хоть на одном тепторе Рикхоевском, что Хаджи Мурат является представителем чеченского тейпа Рикхуай. Ни один из представителей
Низкая архитектура. Дорога, вечность. Архитектура схожа, потому что один народ ночи. Немножко я не понял, о чем. Схожа с чем? С аварской архитектурой. Ну, аварской архитектуры я не видел, честно сказать. В этом ролике он утверждает как раз таки, ну, в любом случае, кто бы что ни говорил, мы должны понять, что если есть какое-то пограничное государство, ну, допустим, если граничит с Грузией, мы можем найти какие-то элементы грузинские, может, надписи или что-либо, связывающие, там, показывающие схожесть с грузинами. В Грузии очень много похожих башен, я вам могу даже показать. Сейчас Бяхмабилыш. И задонатил один брат, ДРСХЛ, да, Духуахуа. Баркала, что не забывайте помогать, поддерживать. Дигду, проблемят, сойтя, эфиряу. Кэтон, херон, ца проблемят. Так вот, что касается архитектуры. Сейчас хочу вам показать, как раз вот сейчас. Посмотрите. Если мы начнем утверждать, что все наше похожее. Так. Сейчас. Ну вот, посмотрите. Этот ролик, да? Ну, посмотрите, насколько схожи архитектурная культура, строения, все архитектурные строения, исторические строения грузинов, допустим, с тем же Итумкалинским районом, Шатойским районом, Галанчожским районом, фактически один в один похожи на наши. Даже, я говорю, гражданские непосредственно сооружения. Понимаете? Поэтому говорить, что все башенные комплексы, конечно, в той или иной мере есть небольшая схожесть. Допустим, башенные комплексы, которые находятся у лезгинов, кто видел, да, мы смотрели, они абсолютно круглые, они своеобразные, но тоже высокие башни. Я скоро начну вам публиковать, вы посмотрите, есть мне один брат, который скидывал в Шаме башенные комплексы, в Италии башенные комплексы. Очень много комплексов, которые очень сильно похожи на наши башни. Понимаете? Поэтому утверждать, конечно, свой колорит, свою какую-то схожесть они будут иметь. Да нету никаких алай-башен в Грузии. Алай-башни. Если построить их смогли у себя дома, вы построили. Это благо. У каждой башенной комплексы есть. И поэтому именно башенные комплексы, которые есть, допустим, Хойский башенный комплекс, огромный, он очень схож, фактически один в один схож с грузинскими башенными комплексами. Я хочу, допустим, смотрите, давно есть такой ролик один, который очень сильно не любят. Вот. Я хочу его тоже вам показать. İş mıdak.
أصلا نقطة كذا فمت كل حاجة شكي حب كوبي أزربيجان شقور شرمان إتقاشلسيون فمت ترح فوق مت قاشلسيون هذا هو كتاي هو سوهمي تبشتي قاشل سالك نوشي شوي كيزو yok şu снимаете yok santo oldu mu? Şey karton весь всю карту сделай 1618-48 год. Уже почти 400 лет. 400 лет, да. Считаю карту официально. Например, Гумета, Адыги Шполата. Адыги тоже свободно были тогда, Адыги. Ногчи свободно были. Крым свободно был полностью. Как отдельное государство. Да, не только Крым, а Мацеха, Ногайские земли. Мало, Ногай малые. Малые, да. Окшила бас Ногай Шусхана. Россия с 1696 года. Россия на отношении Алшиба, царей части. Азовское море был частью, верхняя часть к России относится Шиба. Документ пояснительная карта составлен научно-редакционной с печатью 1930 год. В 1930 году редактор Кучбурок подписано печатью формата А1. Короче, тираж 17 тысяч. Цена 40 копеек. Цена карты 2 рубля 25 копеек. Финляндия, Литва, Белоруссия, тоже. Аргущин, Запорожье. Они были свободны, вовнутрь свободны были. Это казаки. Получается. Да, Сан-Петербург, дык. А? Дык Сан-Петербург. Ну, в одну кучу, да? Да. Читаться будет он? Читаться, да. Калация. Чали калация. Заметьте, Европа в 16-17 веках. Ну, изучать да уж очень, картограф шпы, оцен. Изучать да уж очень, андул штука. مش حضري أروي إذا ذكرنا لهنا بلاش الشوطة بتتاش لبوح يشير بلاش السيجارة عنا سبيشاتة دير وتشوف هذه اللي سوية سديش بالناخدو هنا سان تجي يحوش حسا يسرقي تقدر يقدم ولا يبقوا أسوق شدونا سامش نوحش نابي نوحش истории замяться نوحش شابي نوحش мод будет баться نوحش истории заряться
А по факту Астрахань мش хайо. Астрахань что? Вот этот Астрахань. А ведь Харгуй, донские земли. Донские земли. Вот, Астрахань. И 15 век, 16 век, яц. От 15 до Астрахани хилах вагали. И терек до. А терек, хар Волгу туды. Волга, хая. Иш саду хан Волга идти. Хомет тихолда. Хомет тихолда. Хар авой иш са. Хулха дуй хон. Хомет хулха. Дербет мишайо. Дербет توقع요. Вот. Хомет тихаду хона. И территория до хона шаев. Нахши территория хона. Хохот ирха иш вот так круговую. Вот тепшу. Вот, а иш даже вот так вот, даже вот так, вот так. Вот Астрахань чахта хона. Тогда покеши, чтобы он бусулгани. Чах, в черте города очень большие. Это час видишь. تغن الله очень шорт. الله уж очень шорт. Там корвором дом. Когда Асан. Дева искал. Те душ четко читать толоду. الله уж очень шорт. Там корвором дом. Когда Асан. Дева искал. Те душ четко читать толоду. Дербент кушьон. Дербент кел хакачи садоз кушьон чеченцы. Иш мудак. Это доктор. Хомет хакачи ти кобе азербайджан чокор шерман. Это качелсион. Хомет тир хокмет качелсион. Хар хуй кутале юй. Сухове так почти качел совет ночи еще yok. Вот новая провокация, так сказать. Вот вы, может, и не видите. Сейчас. Так, как же здесь всех выбирали? Издагдойс она. Комментарий, что му его хара временно. Отключить комментарии, дам второй прямой эфир. Этот знак Орстрой, это знак всех и орстроевцев, и нахчиевцев. Я тебе могу показать его столько, что у тебя глаза заболеют. В любом случае, так, как вы видите, данный знак, он, сейчас я зачитаю, что там написано. И Ауховский брат задонатил, Ауховцы, сейчас я вам покажу, зачитаю, что написано под этим. Так, где же он? Об этом знаке я сделал столько публикаций. Это древний арийский знак, это древний символ. Он не принадлежит одному народу. Он принадлежит многим народам, и этому знаку как минимум 5000 лет. Вот. Однозначно, этот же знак использовался, валейкум ассалам, использовался и в дальнейшем использовался и нацистской Германии. Этот же знак есть на древних сооружениях Южной Америки, у инков, ацтеков, у них есть эти знаки. Поэтому говорить, что сегодня это принадлежит ингушам, или это принадлежит только там Нохчи, или же там приписывать его только там, допустим, или Это абсолютно неверно, это недостоверно. Да, эти
этот солярный знак, петроглиф, называйте как вам угодно, символ, есть везде, и на чеченских могильных плитах, и на чеченских башенных комплексах. Они есть везде по всей территории Горной Чечни. И тот же символ и петроглиф, который используется сегодня, ныне нашими соседями, ингушами, ты можешь показать, где он находится в Чечне. Ты зайди на мою страницу, спустись, я тебе могу показать их столько, что у тебя появится шоковая терапия. Сейчас, подожди, проблем нет. Давай я тебе покажу просто самый простой пример. Ты, конечно, еще тот Д'Артаньян, сказочник. Ну, если ты хочешь, сейчас мы тебе один из самых простых примеров я тебе покажу, чтоб ты знал. То есть вы реально настолько наивны и верите, что он принадлежит вам, что ли? Я не понял. Показать тебе. Видишь? Этот солярный знак находится почти что на всех чуртах, в том числе и на чурте моего отца, моего дедушки, моего прадедушки. Понимаешь? Мы не ингуши и никогда не были ими. Этот солярный знак, этот древний солярный знак принадлежит как представителю всему Нохчи народа и отделившейся его части ингушан, который сегодня уже тоже отдельно себя считает народом, некогда и бывший единым народом. Вот в этом вся разница. Показать. Показать тебе можно много чего. Еще показать тебе могу, никаких проблем нету. Сейчас, подожди. Вот специально для таких людей, как ты, сочинителей и сказочников Белшот, которые рассказывают данную ерунду и чушь, есть документы, архивный документ. Сейчас мы тебе покажем. На чеченских башенных комплексах. Не ингушских. Я-то знаю прекрасно. А вот знаешь ли ты, что это значит? Тебе нужно прочитать книгу Знаю ли я, что обозначает этот символ Барицу?
Так, сейчас подождите. Сейчас я... Ибраим, я надеюсь, у тебя он сохранился. Так, где этот Белшот Чингачкук наш? Показать он просил. Ладно, он может сказать, что кешниш это не то. Ну, мало ли. Где же ты? Вернись. Я тебе покажу еще сейчас. Подождем пока этот. У нас должен сохраниться. Все, кто не посмотрел первую часть эфира, вы можете подписаться на YouTube канал bashlam.39 лайв и на нем посмотреть первую часть. К сожалению, с этими санкциями, манкциями и всем остальным нас выкидывают с прямого эфира. И, к сожалению, мне приходится снова загружать. Где он сейчас этот появится, нарнийский Д'Артаньян. Ничего, он Белшот. Хавали, айфон ты что, хавали. Ачвел, окчу. На Гикарской башне есть только Барицу. Так. Где ты, воина? Как всегда. На самом интересном. Ну, есть люди, которые говорят, что якобы она принадлежит только Орстхой. Вот Белшот зашел. Белшот, сказочник ты наш. Хочешь, я тебе покажу? Видишь этот камень? Видишь арку? Видишь этот комплекс? Вот он находится. А теперь читай, чтобы было понятно. Жилая башня номер 1 или башня Хамадхан-Гала, двухэтажная, слегка смежная кверху, построенная башня из хорошо обработанного камней на известковом растворе. Камни тщательно подогнаны друг к другу. Постройка возведена на скальном массиве, без фундамента. Башня не строго... Так, давайте я вот так прочитаю. Башня не строго ориентирована стенами по сторонам света, с небольшим отклонением к юго-востоку. Восточная сторона является фасадом. На арочных камнях входного проема первого и второго этажа нанесены петроглифы в виде 2 кругов с крестами внутри, пятиконечная звезда между ними и 5 свастик различного вида. Я надеюсь, теперь ты, Белшот, перестанешь рассказывать нам сказки о том, что это является ингушскими. Чтобы было понятно, это башенный комплекс не имеет отношения также к орстхоевцам. Я к чему это говорю? Орство – это часть нашего народа. Мы единый народ. Это башенный комплекс вообще, чтобы было понятно, это Шароевский башенный комплекс. Это не Орстхоевские башенные комплексы, если вдруг кто кому-то захочется. Они есть и на Шаройских, и на Чеберлоевских, и на Галанчожских, вот этот петроглиф. Просто кому-то башла, такие могильные плиты я тебе тоннами покажу в Ингушетии. Я говорю, именно такое, зайди ко мне, посмотри. Что ты покажешь тоннами мне? Ты мне сказал, покажи хоть один петроглиф, я тебе показал, что на могильных плитах, что на башенных комплексах они есть. Ты что несешь? Я не знаю, что ты попробовал и какие у тебя
предпочтения. Меня поражает, честно сказать, вы мне очень сильно поражаете своей неадекватностью. К чему я это рассказываю? Я делал раза 3 об этих символах и петроглифах, включая даже тот, который сегодня нанесен на государственный флаг Республики Ингушетии. Об этих солярных знаках я рассказывал и показывал. Кстати, солярный знак или тамга, который есть и на ингушском флаге, адыги относят к своим, там есть конкретно к роду, определенному роду, они эти тамги ставили на лошадях своих. К определенному княжескому роду относят. А хотя даже не к одному, а к нескольким. Ну да ладно, сейчас не об этом. Мы видели эти непосредственно петроглифы и на восточной части нашей родины, в Чеберлое, которые тоже не имеют никакого отношения и даже не граничат с Ингушетией с одной стороны и с другой стороны. Ладно, и да, чтобы было понятно, и Шаройский район, Чеберлоевские районы вообще не граничат с Ингушетией, они находятся отдаленные очень. Единственные, которые находятся более или менее приграничные с Ингушетией, это и Тумкалинский район Нохчичу, и Галанчурский район Нохчичу. Сейчас он, ныне это еще плюс и Серноводский район называется. Да? Вот. Поэтому говорить о том, что эти петроглифы, я делал публикации, но есть проблема с этими публикациями. Проблема в том, что, к сожалению, эту книгу я оставил у себя в селе Лечи Ильясова. На нем полностью описывается про эти петроглифы все. Проблема в том, что его при публикации этих символов Инстаграм блокирует и Фейсбук блокирует, потому что они считаются как нацистскими. Хотя эти рисунки вы можете вбить в интернет, хотите в Википедию, везде вы можете посмотреть. Они есть, опять же я говорю, древнеиндийских, и в мифологии есть у них, они есть и в Северной Америке, и у инков, ацтеков, в Индии современной есть, они есть везде. Они вообще те, кто использовал эти петроглифы, символы, тамги, так называемые, они, ты понимаешь, эти знаки разных формат, ты показывал мне знак другой формы. Аллилуйя, ты реально, Белшот, ты можешь запрос отправить, показать свое лицо, покажи себя. Мне просто вот зайди, покажи, какой разный формат. Ты что несешь вообще? Это один и тот же знак. Рисунок один и тот же. Смысловая нагрузка одна и та же. Какие разные формы? Ты вообще о чем несешь? По сравнению с чеченскими башенными комплексами и петроглифами, которые есть в Чечне, даже половины этих петроглифов нету у тебя. Вот зачем ты вот сейчас пытаешься провоцировать? Ты ничего не знаешь лучше меня. Ерунду не пиши, просто отправь запрос, покажи свое личико, расскажи, давай с глазу на глаз поговори, и ты расскажешь. Не бойся ты, что вы так боитесь меня, я не знаю, как огня. Без всяких книг, хорошо, я могу с тобой даже без книг, без документов говорить. Ну что ты чушь несешь? Я тебе показал могильные плиты, я тебе показал на замковых комплексах эти же петроглифы. То есть ты думаешь, что современный рисунок, который сегодня нарисован в компьютере, он должен быть такой же и на камнях, что ли? Я не знаю. Ты так имеешь в виду, что ли? Ну ты реально, я не знаю, ты реально, у тебя умственно отстало или у тебя какая-то деградация. Я вообще не понимаю таких людей. Реально не понимаю. Ибраим, ты смотри, чтобы не останавливался эфир, хорошо? Если останавливается у тебя в Ютубе, приостановись.
и продолжи, потом я загружу, потому что я не знаю почему, но видишь, эта ситуация, то ли из-за VPN, то ли из-за того, что она запрещена в России, она поэтому тормозят. Давай, я не провоцирую. Хорошо, не провоцируешь, зайди в эфир, расскажи мне о петроглифах, которых ты знаешь больше, чем я в Чечне. Давай посмотрим, знаешь ты или нет. Где они есть, как они есть, с тобой поговорим. А чувала? Ну зачем вы врете, я не знаю. Взрослые люди вполне может быть, я не знаю. Рассказывайте такую ересь, такую ерунду, сказки. Сода ларвайл магнатоа. Понятно. Это называется, что ты сказочник и просто нарнийский балабол и не больше. Извини, по-другому я тебя назвать не могу. Ты просто сказочник и все. Дальше уже то, что ты рассказываешь, не имеет никакого под собой основания. Ладно, мы продолжим эфир. Ибрahim, если есть вопросы оттуда, задавай вопросы просто-напросто о башенных комплексах. К сожалению, у Гольштейна очень много написано, но это написано в основном не столько во благо, сколько во вред. Допустим, о потомках Аланов здесь написано очень много. Ну, про башенные комплексы давайте смотрите вот здесь. Так, система сторожевых поселений, замков и башен в Горной Чечне. Коротко пробежимся, я сейчас, чтобы не сильно вас... Сторожевые поселения, замки и башни строились в Горной Чечне таким образом, что имелись возможности контролировать все ключевые перевалы, дороги и горные тропы. Эти укрепления составляли единую систему сторожевых сооружений. Дорога в Горную Чечню с севера вдоль реки Ассы, которая поворачивает усиление Алкун в ущелье Фортанги, контролировалась башенными поселениями Базанте, расположенными на самом гребне хребта. Вход в ущелье реки Фортанги преграждали башенные селения Бамут и Гандалбасе. Место селения двух этих дорог было защищено мощным укреплением поселением Цьеч-Ах. Перевальные пути между Ассой и Фортангой от Бамута до Цьеч-Ах охранялись башенными селениями Нижней и Верхней Даттах крепостью Эгичуаш. Дороги и перевальные пути в ущелье Ахкимуах контролировались башенными укреплениями Мизергал, Гажгал, Гажагала, Дэвничу и Таркале. Поступы к Акке с юга-запада были защищены селениями Волга и Хаги. К востоку от Акки находилась область Нашх, через ущелье которой протекают две речки Гихи и Рошня. Ущелье Рошня на горе Мушидук является северной окраиной Нашхи. Были обнаружены руины, оборонные сооружения. Ущелье Нашха прикрывалось со всех сторон мощными башенными укреплениями Мацарой, Хайбах, Чармах-Ист. Ущелье Кеймуах, расположенный к югу-западу от Нашхи, через которое проходила дорога от озера Галанчуаш через Акки, Мелхисту, укреплено оборонительными сооружениями селения Нижний Кей и Верхний Кей, Мештара, Гиши. Далее эта дорога идет от самого западного селения Мелхисты, Меши, к ее сердцу Цойпед. Вдоль нее, по ущелью речки Мешихи, возвышаются замки и укрепления селения Меши и Калчу, Сахана, Каратах. У селения Цойпеда, где сохранились две боевые башни, одной из которых примыкает оборонительная стена, а другая составляет комплекс замкового типа. Дорога раздваивается, уходя в противоположные стороны. Хивсуретью с северо-восток, Аргунское ущелье вдоль Чанти-Аргуна. Вот. Дальше. К северу от Мелхисты расположено общество Терлой-Мах, которое изрезано ущельями рек Баулой-Ах, Терлой-Ах, Никерой-Ах. Через эти ущелья проходили дороги из Нашхи, Ахки-Махка, Ялхароя, в центральные и восточные районы Горной Чечни. Эти дороги контролировались замковыми комплексами Моцара, Никера, Баулай.
А выход из ущелья Терлуай и дороги в Грузию, идущие вдоль левого берега Аргуна, прикрывались замками Киртбауниш, владельцем которыми по преданию был князь Бергбич. Аргунское ущелье, одно из самых крупных по протяженности на Северном Кавказе, было самым укрепленным ущельем в этом регионе. Вдоль реки Аргун в Грузию, в горные районы Чечни проходила дорога, которая в отдельные периоды времени играла гораздо большего значения, чем путь через Дарьял. Вход в ущелье преграждал башенный комплекс усиления Чишки, просуществовавший до середины 19 века. В описании А.П. Бирже дорога от Воздвиженского укрепления в Шатой сначала идет на равнине, имеющей легкий склон к берегу реки Аргун, а в 3 верстах ее сопровождает очень мелкий, но густой кустарник до подъема к башне. Вышеупомянутая башня построена для обстреливания подъема, по миновании которого дорога вступает в незаметный склон в теснину. Потом она спускается ко второй башне, защищающей переправу через деревянный мост на реку Чинты-Аргун. После переправы через мост открывается аул Башинкал, расположенный на скате горы. От аула Верхней до Чинты-Аргуна выстроено много башен. Они попадают на каждой версте. То есть это пишет А.П. Бирже, чтобы было понятно, понимаете? Версте. Боевые, сторожевые и сигнальные башни стояли вплоть до самой границы с Грузией. У башенного селения Шатили горные чеченцы называли Щедала, а его жители именовали Щедлой, и идентифицировали их больше с нахчийцами, чем с грузинами. Восточный приток Аргуна, Шаро-Аргун, рассекает систему хребтов с юга на север и образует Шаро-Аргунское ущелье, густо заселенное до 1944 года. Вход в ущелье с севера прикрывает башенные укрепления селения Дай. Ключевым в этом ущелье было укрепление в селении Шарой, состоявшее из 3 боевых и несколько жилых башен. Оно контролировало дороги из Аргунского ущелья в Шарой, Чеберлой, Кахетию и Дагестан. Не менее укрепленной были историческая область горной Чечни Чеберлой, расположенная на юго-востоке. Здесь также были выстроены целая система укрепления и башенных комплексов, усиления Казиной, Макажой, Харкарой, Хуай. Оттуда контролировались дороги в Шарой, Ичкерию и Дагестан. Наиболее мощным являлось укрепление Казиной, представляющее собой настоящую средневековую крепость, расположенную на высоком утесе. Согласно преданию, она принадлежала легендарному Алдамгези, присланному в Чеберлой правителями из Нашхи. Селение Хой располагалось на границе между Чечней и Дагестаном. До нашего времени сохранилась лишь боевая башня на его окраине, которая ранее являлась частью укрепления. Интересно, что само название села Хой переводится как «стражники». Вот. Ажа Белшод, ты говоришь или пишешь на акинском диалекте, галанчожском диалекте, бяхмабилла. Никакого смысла то, что ты пишешь, вообще не имеет. Ты говоришь на одном из диалектов нашего языка и пытаешься нам что-то сейчас здесь стирать свою дичь. Айдай лавал, да. Захочешь поговорить, заходи. Не пиши здесь чушь и ересь. Сейчас люди начнут тебя посылать и рассказывать, говорить, что ты сказочник и так далее и тому подобное. Потом вы плачете, нас оскорбляют, а ты этих людей с комментариями не убираешь. Ты говоришь на одном из диалектов нахчийского языка, не больше. Смешанного частично, смешанного, не скажу, взаимосвязанного частично с вашими соседями. То, что вы так говорите, а мы так не говорим, нету тут ничего такого. Давала палца бьюча, да. Один язык, одна культура. То, что ты рассказываешь, уже давно все забыли. Мы их называем гандалай олило, гандлай олило, галай олило. Нашел здесь, конечно, нести,
фигню всякую. Ладно, дальше. После первого, так, Шарой, Кахетию, Дагестан. Наиболее мощным являлось казино Ам, селение Хуай, так я рассказывал, стражники. Была защищена со всех сторон башенным укреплением историческая область Майста, самая труднодоступная и неприступная с точки зрения фортификации. В 12-13 веках, в разгар войны с кочевниками, Майста была столицей Чечни. Вот, очень интересный момент. Майста была столицей Чечни. Где собирался Мехкел, это тоже высший совет страны, это абсолютно правда. Высший представительный орган чеченского государства. С востока ущелья Майста защищались башенными поселением Цекал, Цекале, на русском языке, Цекале, с мощным замковым комплексом и оборонительной стеной. Дорога в Грузию прикрывалась башенным укреплением Пога и Туга. Нижнюю тропу вдоль берега Майстуан-Эрк контролировал мощный замковый комплекс Нижняя Туга. В центре Майсты на высоком каменном утесе стояла крепость Висеркел, разрушенная в результате войны с персами еще в раннем средневековье горной Чечни. Вот. Башни и башенные крепления защищали боковые ущелья, прорезанные небольшими речками, впадающие в Аргун слева, справа. Башенным можно назвать ущелье Тазбичи, в котором до нашего времени не сохранились, более 30 боевых и жилых башен и замков. Защищены башни были и дороги Ичкерии, самой восточной области Чечни. Наиболее известные башни располагались у селения Харачой, Цаведино, Дарга, Серженю, Курчал. Таким образом, в период позднего средневековья вся горная Чечня контролировалась системой сторожевых поселений, замков и башен. Это опровергает сложившееся в исторической науке мнение о том, что Чечня в позднее средневековье представляла собой ряд разрозненных горных областей и обществ, так как подобная система могла быть создана только народом, имевшим свое государственное образование. Вот так написано великолепно и абсолютно верно. Дожду архивный документ. Поэтому здесь дальше, там есть еще и дальше, там я могу вам дальше тоже про башенные комплексы есть. Вот. Дайте мне буквально минуту, я сохраню этот эфир, и мы продолжим. Просто я боюсь, что он прерывается каждый раз. Давайте я быстро сохраню, вы не уходите. Если у вас есть вопросы, если вы хотите что-то спросить, я обязательно на них отвечу. Ибрahim, поставишь на паузу, как я остановлю. Я загружу, чтобы в Инстаграм сохранилось. Еще раз повторю. Насчет башенных комплексов, башенной системы у нас очень много есть информации, записанной от Гольдштейна, записанной тем же Джамирзаевым есть. И особенно про петроглифы и башенные комплексы есть «Тени вечности» у Лечи Ильясова. Это массивная, толстая книга. К сожалению, она у меня сейчас в данное время находится дома там, у матери. Я ее туда, когда эфиры проводил, всегда я ханчаит найс. Сейчас я перезагружу, заходите, и мы продолжим. И если у кого-то хватит мужества, тот, кто несет пургу, может тоже зайти и обсудить. Не надо писать, не надо бояться. Чего вы боитесь, я не знаю. Боитесь обломаться, но вы и так обламываетесь то, что вы пишете. Пüç mabuat, felgş mayazi, цурбуал магает, шейтюрниш дит. Что бы вы ни говорили, вот эта тягомотина вам ничем не поможет. И büç, истанги, петроглифы, башни, что вы только не приписывали. Начиная от Дечквандер и так далее и тому подобное.
Что бы это ни было. Я сейчас перезагружу и заходите. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Хотел вам кое-что зачитать из этого. Так, сейчас мы быстро уберем. Так. То, что сегодня происходит в Палестине, столько людей скинули мне эти ролики. Доктор, Так. Так. Сейчас. Да, и хочу сказать, что я это опровержение обязательно скину по этому поводу. Сейчас. Удалил. Вот. Вот. Вот эта картина. Сейчас, надеюсь, Орсхуа меня слушают. Чтобы было понятно, ни один Нохчи, который относится с уважением к части своего народа, вот он, с уважением к части своего народа,
под ноги не ложит этот орнамент, поскольку он у нас находится на высших местах, имеется в виду в основном на могильных плитах, кешнишка, чорчтя дойш, дукадочер. Мы не делаем ни ковры, ни истанги, и под ноги их не ложим даже ради рекламы. Это оскорбительно, это унизительно для начала. А что же пишут? Ладно, это само собой, это все фейк. Фейк имеется в виду то, что это не является. Снизу написано: орнамент ингушского общества Уарстхуай в великолепном исполнении истанг. Один из орнаментов, который великолепно смотрится в современном интерьере. То есть он лежит под ногами ингушского общества Уарстхуай. Во-первых, Уарстхуай не ингушское общество. Уж точно те, которые проживают у нас, это часть нашего народа. Во-вторых, орнамент или петроглиф, или символ тамга, который вы видите, она изображена на многих чеченских разных типов, не только Уарстхуай, на могильных плитах, на башенных комплексах, на самом, так сказать, почетных местах. Чтобы было понятно это. Вот такие вещи тогда делают, и потом еще говорят, одно из ингушских обществ, это орнамент ингушского общества. Не один из ингушских обществ. Вот. Если бы это не касалось бы части нашего народа, Уарстхуай это часть нашего народа, поэтому... И прислали мне сами это тоже Уарстхуай, говорят, это кощунственно, это некрасиво. На что я сразу среагировал и сказал, что у нас под ноги этот орнамент не кладут, потому что у нас кешнишки артаду и штука больше. С арабской надписью он фиксированы, и на могильных плитах они есть. Поэтому, кто бы это ни сделал, нужно думать чуть-чуть своим котелком, прежде чем писать такое и прежде чем делать такое. Кто бы это ни был, даже если это у нас, нужно задумываться над такими вещами. Вот. Ладно. Пост я сделаю, конечно же. Просто так. Ладно. Есть вопросы, Ибрахим, есть у нас с Инстаграма, с Ютуба кто-нибудь задает вопросы, кто-нибудь что-нибудь хочет спросить? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Альхамдулиллах, держусь, пока живой, пока здоровый. Держимся как можем максимально. Я хотел зачитать немножко, но у Гольштейна он полностью фактически приписывает, что он говорит о потомках Алан. Или же я могу рассказать вам великая сигнальная система непосредственно про Нохчи. Я надеюсь, то, что я прочитал, вам понравилось. Это все-таки часть нашей истории. И вот такие документы, когда в прямом эфире зачитываешь, многие могут что-то из этого себе подчеркнуть. Или что бы вы хотели, о чем хотели бы вы поговорить, скажите, мы можем продолжить на любую тематику, какая бы она ни была. Задавайте вопросы. Вот. О схожести башенных комплексов, о сигнальной системе. Ну, если у вас есть вопросы, вы задавайте, и пока давайте я вам зачитаю важные такие моменты. Самые древние сигнальная система возникла, вероятно, еще в эпоху неолита, то есть период, когда древние люди были вынуждены бороться за свое существование не только с природой, но и себе подобными. Долгое время для передачи военных сигналов не строились специальные сооружения, а для этого использовались возвышенные места, вершины гор, утесы, деревья.
Для передачи сообщений существовали различные знаковые системы, но наиболее распространенным была передача сигналов с помощью огня и костров. Позже, в эпоху ранних государств, для передачи сигналов стали строить специальные сооружения, деревянные вышки и башни. На территории древнейших расселений нахчивских племен от границ Дагестана до Кубани практически не осталось следов существования древних сигнальных систем. На территории современной Нохчичуа, Чечни, сохранились не только отдельные элементы сигнальной системы, которая начала складываться, вероятнее всего, еще в аланскую эпоху 9-13 века, но и ее большие звенья. По всей видимости, она была перестроена в 12-15 веках, когда нахчи, жители равнин или аланы, были вынуждены уйти в горы под натиском многочисленных орд Чингисхана и Тимура, Тамерленга. Создание здесь новое государственное образование, являющееся ассоциацией территориальных общин или вольных обществ, а также небольших феодальных владений. Хотя это государственное образование не имело всех атрибутов классического государства, постоянное войско, институты управления и подавления, содержащие на налоги населения, оно все же было государством. Во-первых, существовал высший орган страны, Мехкел, которым были предоставлены все субъекты этой ассоциации. Во-вторых, Мехкел собирался регулярно, не реже 2 раз в год, а в случае необходимости чаще решались вопросы войны и мира, регулировал адаты, собирал налоги для строительства дорог, крепостей и башен, а также для формирования войска. Именно в этот период завершилось создание великой сигнальной системы, объединившей в одно целое разбросанные по горным ущельям территориальные общины и небольшие феодальные владения Нохчичуа, Чечни. Великой ее можно назвать потому, что она охватывала всю Чечню. Почти каждое ущелье, каждое селение, начиная с левобережья Терека и заканчивая сигнальной башней самого южного селения Джайре на границе с Грузией. Боевые сигнальные башни почти всегда имели плоскую кровлю, нередко с зубцами на углах. М.А. Иванов пишет, даже о специальных сигнальных башнях, у которых была каменная площадка перед окном верхнего этажа, на которой разводили огонь. Строить сигнальную башню, находившуюся неподалеку от селения, и следить за ее состоянием должны были его жители. Они также были обязаны регулярно выдавать несколько человек для несения караульной службы на башне. В случае военной опасности сигнал передавали ночью с помощью огня, днем с помощью дыма. На чеченском языке до нашего времени сохранилось выражение «курба», которое буквально переводится как «дымить», а в настоящее время имеет смысл уходить от опасности. Великая сигнальная система сохранилась вплоть до начала XIX века. Во времена Кавказской войны многие башни, входящие в нее, были разрушены. Часть элементов этой системы существует до сих пор, а часть упоминаемые в исторических документах и публикациях авторов XIX века. Есть достоверные сведения о существовании сторожевой и сигнальной башен на хребте в районе Ханкалы. Само название Ханкала по-чеченски Хангал переводится как сторожевая башня. Южнее, на склоне у входа в Аргунское ущелье, еще в середине XIX века стояла сигнальная башня, чуть ниже другая. Эти башни были разбросаны русскими войсками при строительстве крепости Воздвиженский во второй половине XIX века. Далее, согласно Берже, башни стояли при каждой версте. Многие из них оказались разрушены во время Кавказской войны.
Некоторые разобраны при строительстве домов жителями окрестных селений. До нашего времени сохранилась значительная часть сигнальной системы в верховьях Аргуна, начиная с Шатойской башни, которую реставрировали в конце 80-х годов прошлого столетия. Шатойская башня имеет визуальную связь с Нихолойской, а та с Башенкалинской башней, встроенной в скалы почти у самой вершины каменистого утеса. С нее видна и Гучкалинская башня. Последняя была связана с Чинхойской башней. Та же сигнальная башня у въезда в селение Итумкал, которая в свою очередь имела визуальную связь с Покачинским замковым комплексом Бекайлинской цитаделью. Покочский замок и Бекайлинская цитадель были связаны с сигнальными системами боковых ущелий. Боевые башни селения Дери имели визуальную связь с Хаскалинской и Эткалинской башнями, а также боевой башней у селения Хилды, с Бекайлинской цитаделью замок Басхой, с боевыми башнями Дышный Муахк. Последние с Хачароевской боевой башней и сигнальными башнями боковых ущелий, в том числе сигнальными башнями, находящимися выше по Аргунскому ущелью. Во внутренних областях Горной Чечни существовали свои сигнальные системы, имевшие связь с сигнальными башнями других ущелий. Например, были связаны между собой все башенные селения Майсты, Цикале, Высыркал, Пога, Тога. Сигнальная башня на вершине Майстинского хребта обеспечивала связь с замком Каратах на горе Карелам в Мялхисте, а через него по всей сигнальной системе Аргунского ущелья. Подобную же структуру имела и топография селения ущелий Эрлой-Муах, которые через укрепление Кирт-Баунеш были также связаны с другими сигнальными башнями по берегам Аргуна. Нахчийские и ингушские боевые башни однотипные и отличаются лишь временем постройки и габаритами. В зависимости от древности они различаются определенным уровнем строительной техники, обработки камня и изяществом форм. По типу перекрытия чеченские, нахчийские и ингушские боевые башни делятся на три основные группы. Башня с плоской кровлей, башня с плоской кровлей с зубцами по углам, башня с пирамидальной ступенчатой кровлей. Башни с плоской кровлей являются наиболее древними. Некоторые из них можно датировать XI-XIII веками. Они отличаются небрежной обработкой камня, являются не очень высокими, имеют небольшой угол сужения кверху. Чаще всего они имели не больше 4 этажей. Эти башни в большинстве случаев были сигнальными и сторожевыми, или элементами цитадели, как, например, Бекайлинские. Хотя в некоторых случаях боевые башни с плоскими кровлей могли быть и достаточно высокими и стройными, отличались довольно высоким уровнем строительной техники, как, например, Хаскалинская башня. Башни с плоской кровлей чаще всего строились в недоступных местах, на вершинах обрывистых утесов в речных мысах. Башни второй группы отличаются большой высотой и стойкостью, тщательной обработкой камня, большим углом сужения кверху. Они могут быть отнесены к XIV-XVI векам. Боевые башни с плоской кровлей и зубцами по углам могли быть сигнальными и сторожевыми и частью комплекса. Таких башен в горах Чечни сравнительно немного, как, например, боевая башня на левом берегу Мешихи в Мелхисте. Башни с пирамидальной ступенчатой кровлей являются наиболее поздними из всех видов боевых башен в горах Нохчичуэ и Ингушетии. Многие из них в Нохчичуэ могут быть датированы 15-17 веками, а в Ингушетии 17-19 веками. Боевые башни с пирамидальной ступенчатой кровлей практически не использовались как сторожевые и сигнальные. В большинстве случаев они являются элементом замкового комплекса, получившего распространение в горах Нохчичуэ в позднее Средневековье. Исследователи называют эти башни войнахскими,
так как они появились на местной почве и получили распространение в Нохчиче и Ингушетии. В Грузии они единичны и построены мастерами вайнахами. Так называемая классическая вайнахская боевая башня является наиболее современным архитектурным и техническим отношением сооружения подобного рода на Кавказе. Сигнальные системы Нашха, Пешха и других западных районов Нохчиче объединила сигнальная башня на горе Варгелам, возвышающаяся над окрестными вершинами. С нее были видны боевые башни Кей, Ахки и Алхароя. Селение Мелхисты связывалось между собой через замок Коратах, расположенный на вершине Корелам, откуда, как и на ладони, открывается вся долина реки Меши-их, селения Сахана и Калчу, Терте и пограничные с Ингушетией селом Меши, где сохранился мощный комплекс из одной боевой и двух жилых башен. Кроме того, с горы Корелам видны башни разрушенного в середине века селения Цхойпеда. Согласно сигнальная башня Джайри, расположенная на очень высоком утесе на правом берегу Аргуна, на вершине видны руины башни селения Доза. В единую систему были объединены селения Шароя и Чаберлоя, которые через промежуточные башни были связаны с сигнальными башнями Аргунского и прилегающих к нему боковых ущелий. Таким образом, в XIV-XV веках сторожевая сигнальная система в Горной Чечне получает классическое завершение. Конечно, такая четко спланированная оборонительная система, учитывающая особенности рельефа, тактическую и стратегическую значимость тех или иных горных перевалов и дорог, не могла быть создана разрозненными территориальными общинами и вольными обществами. Для этого должно было существовать государство, и о его существовании и возможностях определенный период времени нам напоминает сохранившиеся и по сей день звенья этого средневекового чуда горной Нохчиче Чечни, великой сигнальной системе. Конечно же, кто бы что ни говорил, если мы говорим о разности предпочтения, кто бы ни говорил, что там некоторые, да, у нас общество хотели сказать, что они по отдельности, являясь носителями одного языка, одной культуры, одних традиций. А вот сейчас я перечислил, вы видите, какое огромное количество башенных комплексов там было. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что только народ с единой культурой, своеобразным государственным устройством мог выстроить полностью вот эту систему башенных комплексов и так далее и тому подобное. Так, когда вы приписываете слово феодальный строй каком-то оно не было, смысл его определить, что были классовые общества, и поэтому хотелось бы узнать более подробно. Я не знаю, что ты хотел сказать, если ты говоришь о феодальном строе, феодальный строй можно называется к определенному времени. Ты можешь назвать века, а ты будешь просто сказать, что в период феодального строя, период становления, раннего феодализма, позднего, это промежуточное название времен истории. Это не обязательно говорить, что феодалы там были, или классовый строй был и так далее и тому подобное. Классом является, допустим, сословия, которые были, допустим, возьмем примерно, старшее поколение – это высший классовый строй. При строении феодального строя мы можем говорить об самых важных людях того периода. Допустим, это представители каждого тейпа, которые были старшего поколения. Их должны были слушать. Они выносили вердикт, они выносили и исправляли адаты. Понимаете? Вот о чем тут речь идет. А вы, конечно же, пишете такое, я, честно сказать, я не могу как еще пояснить. Раннее средневековье, позднее средневековье можно назвать, но в историческом
описание истории, мы должны это трактовать именно таким образом. Исторические термины мы не можем убирать и вносить какие-то современную терминологию для того, чтобы вам объяснить. Нравится вам классы устроили, не нравится, он был. Но не в прямом смысле там рабы, феодалы и так далее и тому подобное. Пока вы не признаете термин «волга» над собой историю, вы не увидите. Такую чушь ты написал. Какой термин «волга»? Я не знаю. Скажи, что значит «волга». Вот. Поэтому Шаройский волк, брат Омар, заявился к нам в гости. Омар, да, духуахвал, да, ирес, хейл, да, сейдуэл. И как Омар появляется, он сразу же пытается помочь нашему каналу. Сегодня аж целых 4 человека задонатили. Так что мы реально сегодня рулим. Так, подождите. Подождите. Ага. Угу. Так вот, что я хотел сказать. Башлам, расскажи про тейп Багчерой. Шудухдаш, давайте так. Тейповую тему я обычно редко рассказываю. Я описываю, что написано, сколько, где, какое количество, ареал расселения. И обязательно опубликую, если это является исконно нохчи тейпом, я об этом напишу и опубликую. Тебя я услышал, твой вопрос, и ответил. Дальше. Ассаламу алейкум, башлам алейкум. В Шотландии тоже, говорят, эти сигнальные башни были. Ты читал? Да, насчет башенных комплексов и башни, они же говорят, что эта система, сигнальная система, есть в многих разных местах. На китайской стене, там, в других древних государствах это использовалось. Это не ноу-хау только у нас. Конечно, были. Там, где горцы живут, они передавали эту сигнальную систему. Ну, давайте я вам приведу элементарный пример. Вы все видели, да, «Властелин колец», трилогию и так далее и тому подобное. Точно такая же сигнальная система, но не именно такая же, но увидели там сигнальную систему, что нужно поджечь, передавать. И каждый передает там о надвигающейся угрозе и так далее и тому подобное. Даже в этих исторических фильмах это много раз показывают. Поэтому это ничего, как бы говорится, нового в этом нету, прямо, чтобы мы только это делали. Обычно многие люди хотят и говорят, что якобы показать свое первое, вот, что мы вот первые, мы только вот мы это первое внесли, только мы такое делали, всегда пытаются показать. Вот сейчас мы говорили с вами о петроглифах, да, которые, к сожалению, некоторые представители нашего народа, Уарстхвай, говорят, что это якобы, что этот петроглиф относится только к ним. Есть и другие тейпы. Я видел и Эрлуай, которые говорили, что один петроглиф это относится только к ним. Но это, к сожалению, не подтверждается. Хотя вполне возможно, об этом Леч Ильясов говорит, что некоторые относятся к конкретным родам. Я почему это говорю? Потому что на многих восточных и западных башенных комплексах, башнях жилых или боевых мы находим одни и те же петроглифы. Тогда получается, что эти с запада и на востоке башенные комплексы принадлежали или одному тейпу, допустим, приблизительно я говорю, да, или же как-то что-либо. Я думаю, что в принципе
что народ наш мог, конечно, использовать петроглифы друг друга, но как единого народа, как от единого, как говорится, до сих пор, если честно сказать, никто не может расшифровать, или только примерные специалисты, которые показывают и примерно переводы, и понимание этих петроглифов передается. Что же говорится о древних санскрите или там в Индии, они дают другое значение вот этим петроглифам. Они там знак солнца, знак вечности, плодородия. Они не только же у нас. Вот этот, допустим, символ с 3 усиками, да, этот символ, который есть на кабардинских княжеский род говорит, что это тамга принадлежит. Они есть у тюрков, у многих тюркских племен, которые относятся и к монголам, относятся и к многим азиатским обществам. Они есть точно так же и у скандинавов, викингов. То есть говорить, что конкретно только одному относится, это будет несправедливо. У древних народов они есть. А сказать, что они приехали в Чечню, увидели у нас этот петроглиф, у нас катали, уехали и сделали у себя, это, конечно, это только мы такие вещи можем делать и обвинять, и что украли или взяли. Башлам, мне один старик рассказывал, что вдоль дороги до Грозного от Аргуна были кладбища скифо-сарматские еще до начала 19 века. То есть дороги построены практически на кладбищах наших предков. Ну, насчет, что дороги построены на кладбищах, я не могу сказать однозначно. Могу сказать одно. То, что использовались плиты, с могильных плит дороги прокладывались, это использовалось, это делалось и в советское время, и после депортации это делалось. Это не является новостью. Некоторые главные вот эти стойки мостов даже, мы буквально года 3 тому назад нашли то же самое в чеченских селениях, в Серноводске, когда мост демонтировали или что-то делали, нашли могильные плиты и тому подобное. Что касается, использовалось ли рано, но смотрите, все вот эти дороги, сделанные в основном в 19-18 веках, чтобы было понятно, их прорубали царская Россия. Это раз. Во-вторых, когда прорубались эти просеки, когда прорубались эти дороги, чеченцы делали нападения. Для чеченцев леса были, как вы знаете, то есть это Шатойская дорога, Гудермесская, главная федеральная дорога. Все эти дороги в основном были проложены во время военной экспедиции и в горной части, кроме каких-то узких проулочек, которые были ранее, которые вы можете увидеть. Поэтому вы можете согласиться или не согласиться. Людей, которые много людей, которых погибло. Башлам, какие тейпы у нас относятся к равнинным? Равнинных тейпов в Чечне нет вообще. Чтобы было понятно, равнинных тейпов нету. Есть только нововведения. Я так скажу, Абу Хамза. То есть гары и нехи, которые когда-то были от больших тейпов, начали называть и давать им названия. То есть, которые не существовало ранее, их начали сегодня некоторые люди вписывать. Но равнинных тейпов нет и быть не может. Потому что равнина была освоена намного позже, уже в 15-16 веках, когда начала происходить реконкиста, только тогда появилась, на равнине появились, то есть начали освобождать. А до этого все были в горах, а в горах могли быть только те, кто исконно жил на этих землях. Я надеюсь, это понятно. Вот.
Давайте задавайте вопросы, еще пока еще не отключилось, а то отключается через каждые минут 30-40. Задавайте вопрос, если есть. Абу Амза, равнинных тейпов, кто бы тебе это ни сказал, если это не выдуманное, то есть нововведение, нету равнинных тейпов. Терквай это не тейп, допустим. Ламрой это не тейп. Ламанхвай это не тейп. Вот, поэтому Донатхвай. Не знаю, Саварим. Нету, пропали. Донатхвай все ушли на фронт. Белшот, осетины нас не называют чеченами. Ты немножко упал не с того дерева, походу. Они называют нас сасанами, те, кто знает, а так называют нахчи. Буквально недавно я был, и теперь уже осетины все называют ты нахчи, говорят сразу. Не ты ингуш, а ты нахчи задали вопрос. А так, чечены они никогда не называли, они называли цацанами. А вас назвали по реке Макалон. И все. Об этом есть написано, можешь прочитать. Башлам про феодализм не ответил. Что ты хочешь про феодализм узнать? Башлам кратко хотел спросить, существовал ли в нашем обществе феодализм? Существовал. Разве мы не жили горизонтальной власти все на равном... Нет. Это неправильно. Существовал феодализм. Я могу вам пояснить, почему. Феодализм отличительный феодализм, потому что мы были частью аланского государства. А аланское государство, часть нашего народа входила туда непосредственно. Там были военные, там были феодалы, были князья, были рабы. Поэтому было ли у нас, если сказать, было. Что касается Башлам, разве в горах мы оказались из-за нападения монголов? Нет, мы с гор спустились, а после размножения плодородные земли осваивали, жили здесь на равнине. А так, да, из-за монголов и из-за... Ну, как тебе объяснить? Горы это была наша цитадель, где скрывались во время опасности. В свободное время жили на своих плоскостных территориях. Будет правильно так. Потому что горная часть во время, когда народ разрастался, не мог прокормить, понимаешь? Плодородных земель мало, где можно посадить, вырастить там пшеницу и так далее и тому подобное. Поэтому горная часть во время опасности уходили. Была система, сигнальная система замков, защитная система, черный гор, ну и так далее и тому подобное. Вот это название Хуай, Уарст Хуай, вот они как раз таки были наши стражники и первая защита от наших гор. А спустились сначала с гор спустились, начали спускаться. Во время не только Тамерлана, во время Субеде и Джабе уходили в горы, конечно же уходили и скрывались. А могли ли они загнать? Конечно, на тот период они были самой передовой сильной армией, и никто не мог с ними сравниться. С монголами еще могли в горной части, но монголы не шли. Не забывайте, это два разных периода. А вот Тамерлан уже освоил военное дело, и он умел воевать в горной части. Если вы хотите об этом узнать больше, посмотрите, как вел войну Тамерлан в Грузии, как он уничтожал высокогорье, башенные комплексы и замковые комплексы. Там четко это все описано. Дальше. Так. Кто-то сейчас Юсуп. Все, что есть на карте за наших ребят. Юсуп задана. Юсуп дал духу ахуал, дал сейдуал. Я понимаю, что больше нету. Юш Мадацар. Дайресхил. Да, духу ахуал. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. За то, что благодаря вам мы живем, существуем и работаем. И вы только можете улучшить нашу работу. Дальше смотрим, что здесь было еще. Башлам, какие тейпы у нас относятся. Так, это я сказал. Дальше.
Дальше, Башлам. Разве мы так... да, я рассказывал вам, да? И еще я хотел вам сказать, что касается феодализма. В горной части, в Дзурдзукете, Кистете, вот Мехкел, там в таком прямом понятии, как феодализма, не было. Хотя некоторые ученые говорят, нет, у нас были князья, у нас были и так далее, но не между собой. Почему они это говорят? Потому что были замковые комплексы и так далее, там делали военные набеги, брали в плен рабов и так далее. Только они вот с этим это сравнивают. Я не могу понять, конечно, почему они это делают. Но между собой не было, считались эли. То есть вот этот Мехкел, это парламентская структура, как говорится, собирали старейшины от каждого тейпа, выносили вердикт, и все, что они сказали, вот эти адаты нужно было исполнять, должны были все. И не было среди них тех, кто не исполнял, кто был крутым, пальцы веером, ну, чтобы вам было понятно. В Дзурдзукете или в Кистете, в горной нашей части, горная община, в Майсте, где собирался Мехкел, там было равноправие. Но что касается феодализма, было ли это? Было. Почему, я вам объясню. Потому что у нас были фратрии пограничные. Смотрите, в Аланском царстве часть нашего населения, кто жил на плодородных землях, были огромное количество. С другой стороны, между Сулаком и до Ичкерийских лесов эти места, пространства были тоже под Нохчей. В то время не было. Сюли жили далеко у себя там в горах, у себя Хунзах в той области. От Сулака и до этой местности тоже были. Когда уже пришли кочевые племена со своими понятиями, со своими там князьями и так далее и тому подобное, делали нападения, брали кого-то в плен. То есть это низшее сословие, их называли лей и так далее и тому подобное. Поэтому... И Руслан Сесанху, Руслан задонатил, Руслан дал духу ахуэл, дал саадуэл. Она послала церна, дал сидуэл. Огромное спасибо тот, кто поддерживает и донатит по номеру внизу экрана, который прикреплен. Благодаря вашей работе мы проводим свою работу. Башлам коротко хотел существовать так. О горизонтальной власти сказал, разве в горах мы оказались, сказал. Скифы, кочевники были, разве наши предки были скифами? Насчет скифов, скифы, сарматы, кого только не приписывать. Но я хочу, чтобы, вот ты спросил про скифы, давайте я вам, смотрите, зачитаю один момент, да, чтобы было понятно, всегда под рукой, чтобы у нас были, смотри, скифы, 49 страница. Что касается, сразу, чтобы было понятно, скифы, сарматы и аланы. По этим трем темам я быстро вам зачитаю, чтобы вы знали, чтобы не говорили, что я от себя тяну нешу. Нет, кемерийцы, скифы, сарматы и аланы. Но поскольку вы спросили про скифов, конкретно про скифов зачитаем. Я это все зачитывал, ну, чтобы было понятно, что касается скифов. Не в классическом понимании скифы, вы должны понимать, что Кавказ это место, где находился шелковый путь. То есть это очень важно геополитически, когда мигрировали разные народы, степняки мигрировали дальше на запад и так далее и тому подобное, находилось прямо на главной артерии, так сказать, через Кавказ проходило все. На определенном историческом этапе кемерийцы и скифы сосуществуют, что более напоминает преемственность развития племен. Так совместно кемерийцы и скифы, по имеющим историческим данным, появляются в Северном Причерноморье в начале VI века до нашей эры, что связано с датой распространения там скифской архитектурной культуры. Наличие, опять же, тут не говорится, что зарождение здесь скифов появилось, чтобы было понятно. Скифская культура этой эпохи на Северном Кавказе свидетельствует о продвижении скифов через Кавказ, как я вам и говорил. Продвижение через Кавказ, где они вступили в контакты с местным населением, по всей вероятности родственным. Отсюда в скифских культурных элементах обнаруживаются кавказские черты. Более того, антропологический материал не исключает инородных этнических включений в состав скифов, но преимущественное значение придает все же местным истокам их этногенеза. То есть они были классическими европеоидами, как и подавляющее большинство автохтонов
например, Северного Кавказа. И тут же встает вопрос о многочисленности кабанцев, кабанская культура, которая относится к нашей, чтобы было понятно. Где-то скифы и кабанцы по содержанию этнический симбиоз совпадают. То есть этнический симбиоз, они или единое целое, или совмещенное вместе, скрещенное или совмещенное считается, чтобы было вам понятно. Следовательно, родственные кабанцы этнически гетерогенны протокабанским племенам, принадлежавшим как западно-кавказским, так и восточно-кавказским племенам. Более того, протонахи являются одним из творцов кабанской культуры. Протонахчийцы являются творцами кабанской культуры. То есть наши предки зародили кабанскую культуру. Вот о чем здесь идет. Это все научные терминологии, чтобы не было, это не от меня, чтобы было понятно. Как известно, скифами и киммерийцами древние греки называли население обширной территории к северу от главного Кавказского хребта, Северного Кавказа и так далее. И тому подобное. Южно-русских степей. Эти этнонимы имели собирательное значение и не обозначали этническое однородного населения. То есть она не принадлежит скифам только к одному этносу, они говорят. В горной цепи Большого Кавказа издавна жили близкородственные грузинам абхазо-адыгские на западе, бацбийско-кистинские в центре и дагестанские на востоке племена. Судя по археологическим данным, это население по всей материальной культуре было тесно связано с населением Южного Кавказа. Близость эта порой столь поразительна с культурой Колхиды и позднебронзовую эпоху, в частности, 8 веков до нашей эры, что исследователи раньше даже объединили эти культуры под одним названием кабанской или колхидо-кабанской культуры. Как известно, было два различных этапа проникновения южно-русских кочевников в Переднюю Азию. Первый этап движения киммерийцев в конце 8 века до нашей эры, второй период скифов 7 века нашей эры, во второй половине. Скифы упоминаются в ассирийских источниках 681-688 годах. При продвижении в Переднюю Азию часть скифов, киммерийцев осели в ряде районов Южного Закавказья. По соседству с ними, какое они имеют к нам отношение, вы поймете, по соседству с которыми урартскими центрами Закавказья. Археологические факты из того же Кармир-Блура указывают на соприкосновение здесь скифского и урартского элемента еще при урартском владычестве. Это вполне, а мы являемся прямыми потомками урартийцев, чтобы было понятно. Вполне согласуется с данным письменных источников ассирийской надписи и других, подразумевающих союзнические отношения урартийцев со скифо-киммерийцами в 7 веке до нашей эры. Следовательно, этнический состав населения данного района был к этому времени довольно пестрым, то есть разнообразным имеется в виду. Восточно-грузинские, хурита-уратские, скифо-киммерийские племена и так далее. То есть речь идет о консолидации той части родственных племен, которые связаны общими интересами. Кроме борьбы киммерийцев и скифов против крупных древневосточных государств, необходимо отметить и то, что они как союзники или наемные войска использовались правителями. Это хорошо видно на примерах взаимоотношений скифов, киммерийцев с правителем Минейское государство тоже относится к нам, и урартских царств. Правителей этих последних зачастую именно иноземных наемников искали выход из внутренних затруднений. Симптоматично, что почти все военные успехи урартийцев в царствовании Руса II оказываются достигнутыми благодаря широкому использованию союзных наемных киммерийских отрядов. Без наличия родства и, соответственно, взаимопонимания подобный союз маловероятен. Характеризуются и взаимоотношения нахчийских племен со скифо-киммерийскими. Необходимо учитывать следующее. Как указывает Г. Меликашвили, впоследствии термины скифы и киммерийцы приобрели собирательное значение, обозначающее так же, как поздний термин сарматы, жившие в этих краях, Северный Кавказ.
как ираноязычные племена, так и население, говорившее на иберийско-кавказских языках. Во времена греческой колонизации Среднего Причерноморья, 5-2 века до нашей эры, этническое население Боспорского царства было смешанным. Кроме греков в него входили скифы, сарматы, синды, миоты и так далее и тому подобное. Говоря о союзнических акциях скифов, сарматов, необходимо отметить, что при проходах в Преднюю Азию, который проходил через Северный Кавказ, чтобы вам было понятно, а точнее их борьбы с Дарием, это персидский царь, те, кто не знает, в одном из скифских отрядов был главенством царя Скопасиса, находившись союзники скифов Савроматы. Теснейшее военное единство кочевников, продемонстрированное в войне с персами, бесспорно сложилось раньше и, вероятно всего, на базе совместного участия в преднеазиатских походах. Родство основного косяка рассматриваемых кочевых племен и преемственность их деятельности мы увидим на всех этапах их деятельности. Дальше идет о Савроматах публикация. Я надеюсь, чтобы было понятно. Чтобы было понятно для людей, кто не в теме. Предняя Азия, Уральское царство, государство, все находилось в Предней Азии. Самое первое заложенное государство, самое богатое, самое продвинутое. То есть там, это как сегодня все бегут в Европу, в Америку, да, крутые государства, где богатая экономика и так далее и тому подобное. В то время было Предней Азии. Это имеется Шумеры, Шейм Махколвай, Шумеры, Персия, вот Ближний Восток, так называемый. Вот было там. Все кочевые племена, которые проходили через южные степи, южная Россия, так называемая, да, с Каспийского моря, верхняя часть, через эту область проходили все через Кавказ. Само собой были взаимоотношения, кто-то оставался, кто-то были какие-то... Я не могу сказать однозначно, не забывайте, что это все время, о котором мы говорим, это времена язычества. В то время были другие идеалы, то есть символы воинов были сильные люди, и какими бы они названия не имели, а потом в дальнейшем, которое осталось за ним. Поэтому не стоит забывать, это времена язычества, это времена совсем другие времена. И какие-то происходил вот симбиоз. Они рассказывают о кемерийцах, они говорят о скифах, они говорят о сарматах, они говорят об аланах. И все это нас касается, и поэтому мы находим захоронения на территории Новчичу и находили сарматские захоронения, которым 4500 лет, в самом сердце нашей Родины. Поэтому вполне возможно происходил какой-то симбиоз, но опять же это с точки зрения научной записано и грузинами, и остальными. Эту книгу написал не абы кто там, 7-8 профессоров и докторов исторических наук. Надеюсь, я ответил по этим вопросам. Это был сенатор. Бельшут со своей ересью пришел. В какой форме был у нас феодализм Башлам? Или мы его разрушили? Но я рассказывал вам про феодализм, в какой форме он был. Вы хорошо знаете, кто несет ересь, конечно, вы ответ не Башламу. Белшут, у тебя походу словесный понос. Вам не кажется, что если мы до недавнего времени жили только в горах, что практически для истории народа не хватает времени, а также мы делали в тех горах, когда земли в равных пустовах? Я не знаю, что ты хочешь сказать. Я не говорил тебе вообще о том, что мы... Кажется, вы не понимаете. Мы с гор по мере возможности размножения спускались. В горах скрывались от внешних кочевых племен, проходящих мимо племен. Там лучше могли защищаться, там были башенные комплексы, оборонительные системы. Там мы могли бороться, и враг не заходил далеко в горы. Что тут непонятно? После того, когда враг переставал, когда мы возрождались в количественном, Мехкел давал разрешение обратно проводить реконкисту, забирать свои свободные земли с востока, с запада, спускаться на плодородные свои земли. И так наши земли доходили до Ногайских степей за Тереком.
Что тут непонятно? Да, конечно, есть и историки, допустим, как Гурам Гумба, который говорит, от самой реки Кубани, Кумы, там, от Дона, эти земли когда-то принадлежали нам. Но тут, опять же, понятие «нам», я думаю, что здесь немножко другое. Да, возможно, они назывались нахчиматяне. Опять же, как этот народ укрепился, как он был таким большим или имел огромные территории. Вот сейчас мы зачитали про скифов, сарматов, кемерийцев, аланов. Вполне возможно, что люди, которые говорили, гипотетически это возможно, люди говорили на одном языке, предводители, или которые имели возможности, сроднились. Если, допустим, с кемерийцы это были, или сарматы были, или скифы это были. Если мы имели какие-то общие родственные отношения, само собой, мы эти земли освободили, теперь мы вместе, значит, и эти земли наши были вместе. Вполне возможно, это так проходило. Под каким названием? Аланского царства, или каких-то там государства Сим-Сим, или Дзурдзукети, или Кистети, это по-разному. Ну, название Дзурдзукети и Кистети нам дали, допустим, грузины. Другие могли назвать по-другому. Там некоторые есть люди, которые вообще создают и сочиняют какие-то небылицы. Сейчас мы не расходимся, я загружаю это на Инстаграм, чтобы не потерялось. И мы продолжаем. Я прошу всех обратно зайти, и мы быстро, я вас долго не задержу, и я отвечу на ваши вопросы, мы продолжим. А сейчас дайте мне загрузить, пока нас наши нердийские друзья не заблокировали. Нам нужно это все сохранить, чтобы те, кто не посмотрел сегодня, не был в эфире, мог это посмотреть завтра. А вы готовьте вопросы. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. И вопросы, если есть. Ибраим. Хавачаха таждуй нагасандалаха асюга хадайчани царь жуар плурдухой. Все, кто, я надеюсь, отвечу или ответил на все вопросы. От брата Хасана еще я получил донат. Хасан, да, духуа хуайл. Огромная благодарность моим братьям, настоящим патриотам, которые поддерживают наш канал. Так сказать, даже из последних своих сил. Огромная вам благодарность. Без вашей поддержки мы бы не смогли вести свою работу.
Так вот. Что, какие вопросы еще у вас есть? Задавайте, на чем я остановился. Насчет того, что здесь проходили все пути и имели геополитические, стратегические, я хотел бы заметить, что, чтобы было вам понятно. На сегодняшний день, я знаю, что мы не затрагиваем основное политическое, но, чтобы вы понимали, за Кавказ ведут свои тайные, различные, как бы это назвать, каким бы это спецоперации, незрячие, то есть они не показывают, а проводят многие государства, такие как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Турция. Это все до сих пор идет борьба за Северный Кавказ, за нефтяные, потому что все, что проходит происходило в Грузии, происходило в Армении, происходило в Азербайджане сейчас по Нагорному Карабаху. Это все большая игра тех государств, которые хотят получить непосредственно эту магистраль, выход на индокитайское, или назовите как хотите, к этим структурам. Поэтому Северный Кавказ еще долгие годы, наверное, будет иметь значение. То есть, поскольку сейчас здесь имеет непосредственное влияние и является частью Российской Федерации, Северный Кавказ и Закавказье, они, конечно же, будут втягивать различные конфликты под разными соусами, будь то строительство Великого Турана, будь то строительство и так далее и тому подобное. То есть интерес от Северного Кавказа никогда не уйдет. И в любом случае использование, как будут использовать в этом конфликте наш народ и нашу территорию, нужно всегда думать об этом и понимать это. Нефтяные трансмагистрали, дороги, пути с Европы в Индию, с Европы в Индокитай и так далее и тому подобное. Это было всегда. И со времен Екатерины, Елизаветы или Петра и до настоящего времени. Мало что изменилось. Причем свои интересы на эти территории, то есть проход через эти территории, тоже не поменялись. Как были, так и остались. Это Турция, Великобритания, США, вот, и некоторые страны Европейского Союза. То есть они проявляют очень большой интерес, в том числе и Франция проявляет интерес. Кавказ всегда был той главной магистралью, которая интересна с точки зрения геополитики, какой бы, как бы вам нравилось или нет. Вот такая вот ситуация. Поэтому, что было в то время, допустим, мощнейшее самое государство, Уральское, Хуритское или другое, вся цивилизация и самое богатство было на Ближнем Востоке. Поэтому все, что проходили степняки, кочевники, которые проходили через Кавказ, с нами взаимодействовали. Или это было плодотворно, или это было негативно. Но в любом случае свой след остается в этой ситуации. Дальше. Так, дальше. Что здесь? Смотрим вопросы. Башлан сун цахум ответло гуной галгаски буйлбат. Галгаски ценнохчубу. Галгаски гуной ценнохчубу. Галгаски бубу гуной бошбеге ша конченый дебилью. Гуной один из больших исконно чеченских тайпов. Приписывать им, что они галгаские за счет того, что они крали казачки, женились на них и тем самым роднились с ними в тяжелые времена. Упрекают, только это упрек может, то, что они женились. Но мы не евреи, у нас родство идет по отцовской стороне. Своих женщин за них никто не выдавал, а то, что женили и роднились, это в свое время была какая-то стратегическая, важное такое, как говорится, умное решение этого подхода. То же самое касается и Варандой, и Гуной. Гуноевцы чистые ногчи. Ничего в них
от казачества, кроме как по материнской линии, если там можно сказать родство, больше нету. Они и по ДНК, и по горе, и по селу, и по всему остальному. Все, кто обвиняет гуноевцев, варандоевцев, эрсиноевцев в том, что они нечистые или русские и так далее и тому подобное, они являются предателями своего народа и теми людьми, которые наводят смуту и разжигают межнациональную рознь и хотят уничтожить наш народ как единое целое, как нохчи этнос. Вот так вот. Ассаламу алейкум башлам. Это я, Мухаммад. Ты видел пост Кин. Ва алейкум ассалам, Мухаммад. Я многих Мухаммадов знаю. Какой пост Кин? Ты видел пост Кин? О чем вообще идет речь? Если у тебя есть мой WhatsApp, напиши, о чем ты говоришь. Кин что? Сокращенно Кин. Пост Кин. Я даже не знаю транскрипцию, от чего ты именно говоришь. Если у вас еще вопросы, задавайтесь. Это, конечно, важно. Важно знать историю и важно знать, зачем нас будут использовать на нашей родной земле. Порой мы задаемся не теми вопросами и начинаем говорить, почему вот только мы, почему только мы страдаем через каждые 50-100 лет и так далее и тому подобное. Элементарный ответ на данный вопрос является простым. Потому что во время вот этих больших геополитических игр пытаются непосредственно задеть нас в первую очередь. Понимаете? Вот в чем проблема. Вот это и есть проблема. Нохчи тейп нашел абаст хербо вайхайк алчумадяхкня. Когда мы перестанем друг друга задевать и рассказывать сказки. Комитет ингушской независимости, они поддержали Израиль, даже в каком-то роде оскорбили Палестину. Друзья, давайте я не буду отвечать за них, что они там сказали, что они сказали. Мне дела нету до них. Это нас не касается, это их личное дело. Поддержали они Израиль и считают тем самым, что они чего-то добьются. Это их личные политические нюансы. Калеш, имачда, я скажу так. За кого переживаешь, за кого болеешь, завтра судный день. С тем Всевышний тебя и оживит. Башлам, скажи людям, что Чечня должна быть нейтральна, не лезть не в свои дела. Чечня должна быть нейтральной, это и без меня должно быть понятно. Нейтральная Чечня, как понятие Чечня, для меня это вообще неприемлемо. Но Чечня всегда должна идти своим путем. С точки зрения, если вы говорите как о государственности, об истории, у нас должен быть свой путь. Не подхлемаж, не подлизываться к кому-либо. Мы должны учиться, размножаться и жить. Делать все ради своей государственности, ради своей республики. Делать все, чтобы было просто-напросто лучше всех. Строить земной рай на земле, так сказать. Вот что в моем понимании. Я скажу так, сегодня многое зависит
каждое слово, которое вы напишете, каждую всю вещь, которую вы делаете, можно делать это неприлюдно, можно сделать дуа, можно про себя там, а не писать, выбрасывать в социальные сети, потому что все сохраняется, все рано или поздно может аукнуться. Вы куда-нибудь поедете, потом вам могут сказать, что вы задержаны, потому что поддерживали тех или иных, или являлись террористами и тому подобное. Будьте умнее. Шейдуан юкилат, шейдек чуах, диедуа, годиях, делик диях, нахал мадул. От того, что вы выставите, ничего не поменяется, кроме того, что вы в конце концов принесете только проблемы себе и своему народу. Нужно быть умнее. Хайр алдуш халдизвай. Вайдек чуах Аллах дайла ندوش تو وينيك شو ويدعني شو ويديش خيشان وحين أعود خيشان. Но некоторые люди хотят вот прилюдно, дагает гарчи, гори, шудух дахаш, асьюат акабах. Ничего не проходит в этом мире просто так. Тем более, когда вы это делаете под своим именем, под своим ником или занимаете. Завтра, послезавтра, 10 лет, 20 лет вы можете выехать куда-то, вы можете забыть это, но это может всплыть. Бойтесь, что Всевышнего Аллаха, делайте дуа, просите поддержку. Если что, все равно физически, что годяш сахальш, яцуюкидал луж сахальш, это невозможно физически, невозможно это. Одно дело, что да, она тихо, молча, садяш талхари. Но я говорю о любой ситуации, без разницы, какая бы она ни была. Я много выкладывал разных фотографий, я помню, что из этого всего происходило. Когда убили невинную медсестру из Палестины, когда и так далее, мы же делали петиции, собирали, все. Но этот конфликт, если вы конкретно говорите о палестино-израильском конфликте, он идет на протяжении 70 лет, если не больше. Даже больше, если я не ошибаюсь. И это не сегодня началось, и не сегодня это закончится. Там есть свои определенные. Пока не будет в исламской умме общего единства, этот вопрос не решится, а единства нету. И займете вы чью-либо позицию, не займете вы чью-либо позицию, это ничего не изменит в случае нас. Дуа во время намаза, прошение у Всевышнего Аллаха может изменить что-то в лучшую сторону. Что-то может изменить в лучшую сторону. Это моем понимании, если вы говорите именно об этой ситуации. А так, я сторонник того, чтобы наш народ уделял больше внимания себе, своему народу, своей истории. У нас очень много проблем, которых мы не обсуждаем и не говорим. Даже с точки зрения истории. Заходит человек, 25 лет прошло, до сих пор стоит вопрос гунуай, ценнох чебу ебать, или варандуай, или эрснуай, или уарсуай. Ну что это за разговоры? А шудуют здесь не. Появились другие, которые говорят, что Хаджи Мурат сюлихило, всю жизнь сюлихило, теперь оказывается и ногчи хилабуш. Я просто так, я шон мамуаттара лилу ашум штумячун дать. Цанкепар, цанкилу, я цанкепар, вой келбагит, келдагит, вой цаямарт хилит дешту. نوخش دا قالك شق داق شتعدو ياشتو دير وي غولان تعبيتن دينا وي سعامة دينا بيو وي بوقتا فاتش ليشبو إذا لي قدك دليل بأسا وي يتاليش دينا حق независимое государство, да, свой субъект федерации, огромной федерации, ой, там да эльч, ца эльч, هردر وجدر أشباح شبايد بات إزر نشكاتي دعوة نوخشي بو طان ليش دينا شين ديغن مقشل ليوش إشو جرجر خلا يقيدك خلا أش تعام يزين هردين وجدين خلا قان الشي تعدرب ملخلا بان شين يتيج خيشون تان شين يوقع تار دعول تار جول شين يوقع بول خليل بو هر ناخوي قومن دعال بوشون هقان درب مديلش هقان غونيك ديلش بوش جوكتي جو يوقع برت بوش بو شين دين دل هم تسدو تسا اي ويسل مدات ويتعن نوكتي شون ووق نوكتي شون غودياش تا ولا حشي نوكتي تاوغيت
قيتشن سيلوشن آو خواتن خليل يا غلغاتشن آو خواتن خليل يا هيريشن آو خواتن خليل شي نوقشت اوغيد تسو سنوقشي ويا ها ميلوات ايوان عاز سقوم خو سمخ كوان سستك اوغيد غاشوا سو اجيكتش اول اي ميتشن عبالات شي قام وردو اش تعم ديدو قان عيد شو جرجلنا يا قبيش دعم بانت اق يوغا باخس والله بالله تالله شي بوصلج دابو مثلا تيجا عشبول فلسطينش بولا وين دقة بيش وين بوصل بدين وجري بوش اسوش ما بيز يتير اغو مخيلو تباخشو اشاش يزيشون اويلية باخس شاش ديشتل همان اويلية شو نتعنا كيبر غدير دات يا دعا دي يا قديق اشت كيبر ديلك ديخ اش نپاكازوخو دعقواسين اش نپاكازوخو ميتينگ شرخ اش نپاكازوخو غنش قيسرخ حقا نيسلور دور شون دات يدال جرجع نيستلو إذا هون دالش اش ديل دو عيدياش دوت دير يناخن جرجع اش بلتات دربي هما تنيسلوي قان عيسرونو خيردول هم قيش كيبر خلشكش يديلك ديخ يعطو يقع ولا حيبوال بي مسلا باخسن نوخشي قومي تعنا يقي مغيرت آلر والله مغيرت بيتن يقي مغيرت ووش او шейц эяхкет мغيرت дикш агур шаш тагейтесь покажите себя с лучшей стороны учитесь размножайтесь и живите как достойные люди у нас только что нужно сделать ой мелбух шум асок чуах цадицер хой йолу проблем ша инзри проблем шикой до цапарти ой анунакшант яяллир шашулир йоцоуш вош партии ой хуняды пати ой милой пати ой мати ой Франция защищать ваш вино кантана сардмаш душ ой ой махка ой мата язаяш питнамштяш قبش بوي وش بيتنداش غوشي استراولوت باش وجو حنا حيا لوتسوش يوروبير نوقشي تصعبول نوقشي غوشي بيتنداش غوشي تير برتسخلت تسخلت غاش ليج ايش توم شو دي عسيا بيتنش دو هو دي نحتقيسات عددال شددال سعنع تشقوس وقنا تشقوس برت خل حار ويتسخ الحار ويدكني خل حار بوش ميلو اسونيز دعيو شر بس كمين تاريد عيش عشان خوردو прямо شي تكست انا عايزلي او شو دوي اردو غاس قشك تقوچش بوش يزوش لول خوي بخوي هيك توام دعبول او شو دوي اردو غاس قشك تقوچش اخو اردو شون بوش والله بالله تلاي بو دعال شو حونيغو او هواخين هري وجي هيستوري شي هاي هوتيب شي باون شي هري وجي بس عنده يشتو سون يش حالدو يا سين دحور دوشتو وشو بيش دات شو يجري بات شو يجري بات شو تسيت احيات هرموخ بيش بات وي موت بيش بات وي خميش تقاش خاشت وي حان تقاش خاشت وي جيب مي سبورتسмен доллар евро штхал стечкин шерхенци герш доллахам лах бел почти бат син стечки ятин крутой машины ахчи ахох вани Дубай Мубай Турция Мурция и дуква шаде гар шадол дахар эцуманд яни сушту мискшна хан хоштег историю мискшна хоштег мохка бу цаунд эманистер иш тхурш мацау цана питани уқибу ازل نشكا بيشتوي اوق بيتاني قبول ازل نشكا بيشتوي اوق بيتاني قبول وي تعجيم ماز داخل ديش ديبا ديبش عميكش داتس وي داق از مدال وي ديلا ديش ميكش داتس وي ديشيش لامز ديش اي دي تينو دي موح كتابية تاع بيزنس يبقى يالي تاع بيدين دل هم ديش تحدواش لخي نوخشي ما تعقوتش ديش إداء جايتين هر دواش نوخشي دوشون هر ديتيش بوش خليش
Wallah, бас, что бы ты кому ни говорил, что бы ты ни делал, получается, что ты или попрошайничаешь, или занимаешься совсем не таким делом. А кто не хочет хорошо жить? Кто не хочет развлекаться? Кто не хочет отдыхать? Все хотят. Но сандук я дал штуки, что муахт бала, дин дала, дала. والله تاسون شي مليون 3 مليون نوخشي 3 مليون نوخشي غوش قيتيش بوش عش دوش سو 3 مليون وي داخل وي غوش قيتر ما دات وي سونتا وي غوش قيت زودري بيس يو زودري قيتشاك ماري ما يا حار ولا ار دول وي ايش قيتشاك باش نيس باس ولا ار دول اخ يود وجين وحيز يو شيت وحيز يو دعيو دي يوروبي دعيو دي سوت كذات دو سو نوخشي يات سو يوروبي كيو سو انوناكيو ولا واحو اخ وي هودي درتيش حلقي اخ دي يحيو تاك انت اروال ويز سونتقات ويز يمينا ايتا انشو اخ زوديالو يشو زود بيرشخل ديشو يخلق كل и так круговорот просто-напросто на ровном месте. Разве это не так? И ждать, а лишь все. Пьял оч верш. Шица алгаш, уахтаригаш, беш гуттар дуқабу. مادية بيتن مادية حي واخا حي نانا دا قابا قوبش حي دوزل قوبش تا يالا تا شي يالا شي قو يالا قو يالا زودريشن وخزم تيت نو تاقا اح يالا ينشي قو حقاتو بلا اح سونتا تاق ديزر داتر قوين با هر تايبت ان دوي هر تايبت ان دات نوخشي ولا الصباح شو نوخشي ووتسكت اي ازويت صباحس نوخشي ويجلر ويز وي غوشي باس ويجلر وي ويجت اعدالر واش مواتسي وي تانتا الغاش وقنا и проблем шьёчи и цеху ши хар юй важ юй кар ца государство покажите мне одно государство в мире где нету коррупции где нету произвола, где нету несправедливости, где все хорошо и все по кайфу. Будь то социальная сфера или любая другая сфера. Проблемы есть везде. Если мы пытаемся их каким-то образом исправить, если мы пытаемся, чтобы этого у нас не было, допустим, если оно есть, гипотетически возьмем историю. Я вам зачитываю историю, показываю, где наши пробелы. Почему сюли говорят, что вся территория принадлежала им. Почему другие с другой стороны говорят, что вся территория принадлежала им. Знаете, почему говорят? Потому что вы позволяете им это говорить. Мечаю, нохчик, ом, ях, мечаю, юх, мечаю. Асбат сабах вайнюк адук кабуиш. Бу цент алят чабор муахтан лештина. Он хочет. Но асдюцик идат. Мы говорим о большинстве. О тех людях, которые должны дальше жить. Аздал вайш и. Сунам ца юш и лахт вай вежлис доухульш. Так, хун ца иша и доух да вай цига хайн и лахт лой ажа. И сюли вала, и галга вала, и хири вала, хайн цхане мехтия. Дауан сун хар сай вали дейш кардуин да хилит ли арлат сунлу алиш. Хайн лой ажа. أعداجة إيتع أخش دعدل إيتع هرسلة دو هينشوت يعسولي ديش كردوين دا أرانتيجا السؤالة حموك بمبات حميتك مبات هر نوخش شو يوتك حقيمتك ميات سبو هر موك صديق بيسن بور آلمتك ميات حميتش ولا حون معك بياتش علالك موتيجا يا غيت دوايت اتع يلا تيك توتك دوايت до свидания إنديا ولا كيتا ولا أمريكا ولا يوروب ولا باس. Разве это не так? Скажите, что это не так. Турция, вала турок левешу, бусубова, турок левешу. Национальные интересы Турции ты должен в первую очередь заботиться об этом. В любом другом государстве то же самое. Я не говорю, конечно, что агрессии нет.
За свое всегда нужно бороться. Цавинтик хаузе, цаболтик хаузе, цатук дабахи, мусор даяхи, озер бахи, цахун дай хаймахкан дикник дахажа. Хотя бы дить центр духи. А dünya meldu бизнес, шадик ду, а чуаду ца бельша, ца патриотически настроенный. Hans düştü. Hansa düştü. Hon üyeş, hala hon üyeşik o hulu tarik hon abal biçan. Selan Ahmet şun hazır suallik. Вчера был в эфире даже тот же разговор. Це уж залетный, выжрешь хила, царь, танки, погода, хаус. А остальным все. За миллионы iPhone разыгрывать в игровой. Машин шхуак, сюлюш, на кечайна машин шумштайслурой. Таграм яхьят, юхьят. Яшел конкурс. Масалла бах асам. Хокмах ка яшу тукнаш сац машин шорш гдин городу хари бошю. Рога иеца о диахама керсия хаюш вала хай прописки азма видео. Прописки аз кузарвается ха все. Хай эци дерберт дол иштаскит кейн давочу давота. Аца конкурсила. Махкер вуя у нохчу вуя а конкурси қойгу али шашақ қычык нохчуш ки ақетиш. Мышянила эстилпоила хегила бас. А вот амуз таджикин дала укун херин дала укун дала. Хай махкер ризқ قمخك دق شوي قمخك ناخر حقول ديا شو دقادق هو دعلو شو قضية سيا لولر شان قيشان أوقع ح بيقش اتنج واخوشن تأخير دايا ترتيش أسيوق ريات ترتيش بوش خلوي يميسكنيش مباي ديش بيش مباتش ديش بي تاشي مشان سخل لقيا تيش مشان يكسرتوش خلوس مشيني ويش وشون أعويستا يلشي أحكام الكريبريور يلشي حقالهم دات سون ويش دات حبيلاتك ويش روات أميسك شون ويش سون دك دوي إت سالاري سيري شو يرشقيا رزي قروات ياشخينا ميال دوق سون بويش بول بقي بولشا زودريش شي بيشن إيتا تحماشان نوخشي شو عايسي وجيك شايك دعيسيجي تسير ماشيين شيرش مسل دو أصدالوشتك خوديك ليك خلا تعرمي ماشيان عقياتسام بوت ما بالنا عويت لرو 3 مليون دو يخشل ماشيان زعند عاجو 1 مليون وخند عاجو هيتي ويتي رزق روتي ياشخش حيق اومان يوقع مونير دي ها إلا بالله قيتشان جيتا جوش حيق اومان شا وعايشة زاني مدة سلاعة تعشوت واتا يشبتو ياتا عودة ليش واتا سيريوز نتيمن يقوى الوقت سين ساقو هول وقن سول حجر وقت سول تا يقوى تبيال عودي يدر أولي عودة لاق واستال تسدو أتعام قلما ديالنا حابو وانا كوشكل تيخوشي تخون عودة ديزر تخون هرده ديزر سقيتم إشتبو سو عودة لولاع سو قلوة الولاء سون هو أخيل دلاء جرجي محكا بالنوخشيشت أوخوي محكا عاش بالنوخشيشت إيردانيح خونكر محكا ترجع لا يتسويقع وچاست ودياش و عياش خينا ديلا دحارش تحانا قاعدش خز خيتر درسون تحانا نوخشيشون تحانا ميسك نوخشيشون قاعدش خز خيتر درسون خز مدوي تقستك ديق الويروقع ديق البوغدو خز خيتر ديدو قاعدتن إيميسك ولا مسألة بأس وبشي سو دعيو أحكي ليتشيني يورتسو ينان خسقيتر دورتسو ييشين خسقيتر دورتسو تا قيرتن خلصة بيز شاوي كسمة باليت خل شاوي مسان وشاويش مسان تعديك خل غياش ليشتو والله هقا ما يحكي خم بصر ما تصدقشو تنا والله تصدق ديش بيش خربونك ازيك بيباتكوش ازيك بيبات اديتا غوشا ماسوس قيد دوت ليلا حاجة حقو تاجيكشان دايلي اوزبيكشان دايلي سيولشان دايلي قيشان دايلي شيق اومن شان تعاوما باشتي يلا تسيل
شيء قوم ده حم اتو بلا حيناك شيء قوم نبرت بالماليزيا حدواش إلا إيه تخشيش داشون تخناش دوشون تخبرت بوشون شابش تخينش تخبوشون على خزدواش راح ونتعاون ديش خينا هتي وتي شونا حدو شو ما تسخلج عيدا دو على تسخلج يلا قرر مسكوانا عدو على تسخلج هتي وتي عدي أشخلج عجين ما حيقوم من ديك الانجلية كينش كم يازور ياتنا قيمة قيجار ع كينش كي يازير يا كمبيوتر ياتي قيدك دين تعبيدي أنا مو معدير داتر ديش سموني آلا ها وين هدا ديزعون عاشا تعجين دوت وام هم هلا غار يا شكرتينش قوشا قيدك دياشا أزار بدي راتويرو أزوج بدي وابشي عطية هاي أمتن هردوح أو دلع ديلك ديوش دو عاديش لا خلط سويج يسي يقوان ولا حياتي خموش عاوقتين عودة المخل ناقشي قام والله الملة ولا أسين شادك خقل تباخشون ملة ولا حواليج واخين حدين ديز خوتر تسونز يحاتيب نش ديز خوتر حاتسونز غوش قيش دوق ميتكش غاخلا سقويوش شا حد أخت وولوش نيس أخن شا ميشرو بو خوبو ميل خلامبو ميلش قواشتنرو ميشي واريق يرو غار نيق يقيرو تسخاء تاحو من تسخاء شي ماخكغ لا تسوم تسخاء يحدث حقان هودي تغيرت وحبيشن ها أحوات سيتا نخر شي تسدي تاع نخر سيتاتسن حيق المؤنية دي تاتسن حديش حون دي تندو تير دايش سران دي تندو حي موخك بيزر حي قام ديزر موت ستو خارتو تسلي لير قدق تعنكيبر وي تسديجي حنيس ديدو سون ديريق وي أنا ناك شوي باتي سامويل باتي وي إيويش بيش بوي قبيش بوي أسا قدع بيكشا بس بيتسا تسبيشو سو ديكو تسباخ يوهات أقا سوني سو تسباخ ما سوما دي سو سويز دقا غاتو شو دا سونا زود بيش خزاخيات ديك ماشي أنا حاكا أرسون قدق سونا شادق يسويز دولش دو يسقط سويز دا تسباس سيز دا تسباخ دو نو حقشو وعاخين حقشو عمس سنته دعيسة داجوش ديكرينج دعيس داجو حاجة حي واحدة وحي سقطش ديلك ديا دوش قيند إيروالا ديور دوا قيوما داتا ديوخ شوما دات بوخ شوما دات ديخشي ديخا حون حي قوما نوقع وانا خولا مسل باس إستنش حيوتوي مسل باس باينش حيوتوي و ساتر سوتش باينش يه مهت قواتي خور نخششون شي باوخلي زلوما حلخلو بوخلخ أورملخ كبيك شيوخ شمش دو اشتانيش دينا دب على شادق مهت قواتي هين ستان دعيوش وصوي سوتان هين دعيوش شوي ساريوش ولا باينش ساريوش ولا مهتك مايستوي موح قدق ديغ سينز إحالي أوتسون خزخيت وقوش إتسول حيق أدوش برت بوش غوشي غناق وستل دياش مالا باينش سونت إلهتا شون إشا ها عونت إلهتا حوم الويل بوش ما تعينش حونت إلهتا ديحا والحوشن قيتش حقو منوش قيتش تيبن ولا حسونت إبال بأنشون خايت يتبو غيلش يلربولش يدعو غيلش إهم غوشي برت خلال غوشي دواد لازر مدو إيجوش ها تياركي استيح خليه دادا قاعد ديتيش مايات تياركي استيح قلدالي لو مشاوك تياركي استي دعوه بيز هر تياركي است هر لات هر تير تياركي است خلاص هوش نقشي بوشون او دعوه غتري ملا ولا تيوه انشون لو بوچون دعوه غتري مع وقت خمخ كيك سيعة مايول تخشون دي عدو يرداتشون
إميلا قيش قوم خلا لو ما خلي ترك وخاخ كان حلبة بيس من درش ترك استيع تحتيب دات ترك استير حدا ترك استير ميلدول تركل دي حسيحة دول تيبنش تين نوخشي لومر تيبنش دول زند قوة ولي بينو ولي قيش تشرمو ولي إز إميلا ولا عندي داجة ولا لومرو تين نوخشي ما بوش لومر واحد بحكي هو لا تنشلوش واحد بحكي الموضوع عودة لهم هندو يشتو حاونكي شوقي واخن سغونكي وعباخر حاخير ما يات حجوجتي بوم خير بو حاونكي خيروات يا خيريات حجوجتي بوم خير بو هندر حدي نوخشي بوي خوشي ح اتيوق استروي تسادين حي قرقاموش ح نوخشي التليلوش حد علي الغير شلا حستج بور شيات حصوتي وجوجتي بوم بو بس مصل باقي غونكي ولا يسولي ولا غلغاسقي ولا هيري ولا باس حستج بور شيات يا تي ياتعو يبورش ياتعو تقول الله داله وخواتنا حيديخ دقاستن حيدي نوخشي بوي خوشا دايا قيتي حق ياتعو ليالي الله دال جوجغتي ترعى يقول حديلك تيش ولا تيشو آلم تساسون اشتنك تيشو آل تايوت مصل باس ولا اشتنك باس غزوت با ولا باس اشتنك بونتح دلاع سيرنا واتكح دلاع دولكح دلاع نوخشون كوارتر جوكتش مودو şeytanı jüktüçün kuarter masyo joy ter daduyuk ich çodelçe ter haqloqi daduyuk tuna daduyuk tsungu am yalglag wiwi hallak waqta as admosh deytsa ba as hoy ma jükti hayqal dosh bu jükti dini lilwash bu shadal jüktish qadu hardu wajdu qahde ma oli way shunu hu hammo yashu inawqal هو بيدو يبانكزي 10 نوخشي او هما 10 نوخشي دول 10 نوخشي تركل دي 10 نوخشي دير خوترو سيوشينتن دير خوتو سموك باتسا دالوي تأويشي ويكرا هما مداتي شاق رسي مايي سانهين عشاق سويسكي سيوز يرى سول حال رسيسكي امبيري يرى سول حال татаро монгольский Чингисхан Волшхана, великое монгольское государство, Римская империя, все время меняется. Вода течет, на одном месте не стоит. Хейц машхулу. Хейц машхулу. Якки пачал, шолша, хейчхул, дайси олшхул. Но хай. Хабамабац, бок муах бамабац, Ржим кусвак нохчичу, на нохчичу и снакой. Все, кидисин вой умадат. Но, ой, роуши за алга штейпну что думай. Цен нохчи буйху что тейпнуш. Я юртан алга шхулуй. دي أرعبوشان تعبوشان ألغاشخول تعبش أرعبوشان ألغاشخول أولش بيش دقبو بخت خليتلوش بيش بات إستوريالي إذا خيريكدالر إذا تندرا نوشيق أم لردا ديزي تيشاش والله بالله ديزق لردا ديز لردا لا ديز كيجر خواه لربا بيز تحرا قي أسوما دوچك داسو قي چوما سبالوات ديبا ديشا داخا قي وين اوشون دات دارق انخيتان بيربو قيدك ديشا ديبا داخا مس سيوق عن كيه برديكش اغونيست وردات ستيش ستي سمبوي أما ستي سما إستوريا لا إذا واقعنا حتعديس دول ورش حنقول حقولش كذي نخبو حنقول عتاسه إن سوسي شقة قوي تستجوي إبراهيم يوتيوب شو عمست تجوي إيش إفير دعيا شو سبع شبع استجوي الخل إنستغرام شو يوتيوب شو أتصل
Тайм бейт балчт нхаян уахайн цабьюхом шуй цабьездо шуй сам уаха аха. онгини боз ачубоди эзернашка. Я хакар ден дадият уком адият бош эчуа тысячи адам ху. Я бьёник дюч. Еши қам сисыз деш. Еши мох сисыз беш. Сақдау олай ғыр олит әхауд. Эла сақхилч. Худи чворда теш. Вайн хара проблемер хар му ирер теш. Мох нислудар теш. Әл хадау олай сақхилат сау. Вот. Шостра ит шостра қуатста гуқай. Иду қой. Қиумадат. Дикрин херду даймуа. Дайла дик шуните дерзва. Ладно, друзья, на этом, наверное, я сегодня закончу свой эфир. На этой эмоциональной ноте. Я смотрю, сейчас людей мало. И так хочу, чтобы вы отдохнули. Завтра я постараюсь еще раз сделать эфир. Не гарантирую, но я постараюсь сделать все, что могу. Постараюсь завтра провести эфир. Завтра будет эфир на родном языке. Так, максимально, опять же, про историю, культуру, традиции. Хотите башенные комплексы, хотите петроглифы. Какие у вас есть интересы, мы проведем по этой тематике стрим. Я, честно сказать, порой не знаю. Я начал с мифологии сегодня, потом о башнях там, и так далее, и тому подобное. В конце за упокой в конце уже начал говорить немножко о геополитических моментах. Подумайте сами, к чему мы должны рано или поздно. Всегда мы говорим о 50, о 100, 100 лет, 50 лет, 100 лет, 50 лет. Наши проблемы нас не оставляют, нас это, нас то, нас то. Нам, может, стоит задуматься о том, что и мы реально допускаем большие ошибки, что приходят вновь и вновь к нам эти проблемы. Задумайтесь об этом. Самокритикой заниматься тоже нужно. Неприлюдно, но нужно задуматься над этим. Нужно исправлять ситуацию, нужно с лучшей стороны все это делать. Это мое понимание жизни, я его не навязываю. Но я бы хотел, чтобы у нас было все хорошо. У нашего народа все было хорошо. У вас было хорошо. Вы мои братья, вы моя кровь. Вы и наши дети, после того, как меня не станет, должны нести это бремя и передать другим. Но кому мы оставим, если сегодня не проявляем интерес ни к своей истории, ни к географии, ни к культуре своей? Мизер людей, которые я же вам показывал вчера ролик, да, вы видели, было 40-50 каналов, а осталось 3-4. Возможно, скоро их не будет. Никто не может гарантировать, что они будут. Останутся. Кто-то прочитает книгу, кто-то станет умнее, но он останется только ради себя и ради... Он расскажет маленькому кругу. А глупых людей всегда больше, которые в интернете будут искать и будут находить книжки, сказки, всяких мудаков, извините за выражение, нарнийских. И будет самобичеванием заниматься. Ваим сюли хадил думабах, ваим галыш хадил думабах, ваим хакар хадил думабах. И будет распространять эту историю. Еще раз повторюсь. И приведу вам пословицу. Не пословицу, а афоризм. Древнеримский. Тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую армию. Тот, кто не поддерживает своих историков, своих национал-патриотов, будет в конце концов поддерживать других, которые хотя бы хорошее слово, из 10 одно слово хорошее будет писать. Понимаете?
Подумайте над этим. Если у вас какая-то информация, наша история, карты, видео интересное, неважно, где бы оно ни находилось, скидывайте в директ, посмотрим, я вам обязательно отвечу. Подписывайтесь на наш канал в ютубе Башлам.39 лайв, подписывайтесь на наш инстаграм-канал, распространяйте, приглашайте больше подписчиков, задавайте нужные для нас вопросы, важные для нас вопросы, поверьте. Ваше благосостояние, в первую очередь, ваше благосостояние. Я уже не говорю о религии, мы оставим религию, это все-таки тема более взаимоотношения со Всевышним, это личное дело каждого. Но ваше благосостояние, ваша удача, семейное счастье зависит в первую очередь от вашей Родины. Чтобы вы понимали. Ой, таганак, эйс пхуарт, выходил хари, ой, кишки пархырдыргуш. Ой, чарлаца, сюйлишен ахш дал дизердацер, кичан кидик дал дизердацер. Ой, хуарт арадош, ой, латига, чарлоцир, ой, латига. Курорт дөл, ой, кидик дөл, ой, хырдыр, ой. Ой, قيتم نيسا بلحاري ويحيق لدا مصل دو أشون دالوشتك جوجد إدعبيوش بولت إمان نياق تسوبيش قات شالس خلدول ويلاتق ديستن حوسيشتان تغانا احتياتو نيق إقاچة تقوش إمان جوجد نيقان دوز دات قوات سنساني أسانا خينا إمتك تقات شالس وي دوز خلا تاندوي وي تيت عودن ورش الحق بير حدالن وي حين بيحكبوي دحر وين قرز والر وين تيشر ويحنت يحواتر Да, я рассказал про Хаджи Мурата. Я не нашел ни один тептер, и никогда у Рикхвай не было такого тептера, где говорится, что он представитель Чеберлоевского тейпа Рикхвай. Не подтвердили. Для чего это делается, я думаю, вы уже должны сами догадаться, насколько это достоверно или нет. На этом я закончу сегодняшний наш эфир. Я буду на связи. Сейчас мне нужно еще написать пару текстов, пару документов подобрать. Огромная благодарность всем моим подписчикам. Особенная благодарность этим 5 человек, которые сегодня, в основном все они с Инстаграм, задонатили, поддержали. Аллах дейрез хил да духдах дуэл за поддержку, за то, что показали, что вам нравятся эфиры, что вы поддерживаете наше дело. И именно благодаря вам мы еще пока существуем. Хоть трудно, хоть через кровь, хоть со сложностями, но мы существуем. Огромная всем благодарность. Поделитесь, когда увидите пост, лайкайте, оставьте смайлики, лайки, максимально распространите видео. Не забудьте подписаться на YouTube канал, подписаться на Instagram канал, Facebook, Telegram, ВКонтакте, в Рутубе, Ютубе. Везде мы есть, иншаллах, и постараемся быть, по крайней мере, пока мы живы. Все для нашего Нохчи народа, все для нас, все для нашей культуры, географии. Нужно вам это, или нужно это вашим потомкам? Пожалуйста, подключайтесь, будьте вместе. Не нужно? Продолжайте дальше заниматься космополитизмом, но не жалуйтесь о том, что оказалось в конце концов, что вы один прекрасный день проснетесь не у себя дома, а в чужом непонятном мире, государстве, в котором вам отведено место слуги, раба и бесправного человека. Это мое понятие. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Не забывайте, единственное, к чему я призываю: учитесь, размножайтесь и живите как нормальные люди. Не занимайтесь тем, что может каким-то образом подвести.
вас, ваш народ и вашу родину. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ой, связи, аду. Бюстей Калева.